Добрый день. Радыё Свабода пачынае жывую трансляцыю з пляцоўкі ля камароўскага рынку. Апошнія выходныя па зборы подпісаў, апошнія пікеты ля камароўкі, вялікія пікеты на выходныя дні. І вось мы бачым адразу, прашу аператара паказаць вам, што цяпер адбываецца на пляцоўцы ля камароўскага рынку. Тут літаральна некалькі намётаў, дзе адбываецца збор подпісаў, і зусім няма чэргаў. Як мы ведаем, Святлана Ціхановская некалькі дзён таму заявіла пра спыненне збору подпісаў ля камароўкі па выходных, праз магчымыя правакацыі, і таму зараз у нас на гэтай пляцоўцы вельмі папулярныя ў выходныя дні сярод жыхароў Мінску, дзе заўсёды шмат людзей. Мы бачым літаральна 5 намётаў. Гэта намёт ініцыятыўнай групы Сергея Чэрачыня, сама 2 намёты ініцыятыўнай групы Валеры Цапкалы, 2 намёты Віктара Бабарыкі. І таксама тут яшчэ ёсць пікет, невялікі пікет па зборы подпісаў за вылучэнне Андрэя Дмітрыева. Больш сёння ніхто не збірае ля камароўкі подпісы. Людзей на самой справе, самі бачыце, можна нават не гаварыць, ніякіх чэргаў няма. Анансаваліся таксама пікеты сёння тут Вольгі Кавальковай, Юрася Губарэвіча, Мікалая Казлова. Ад 12 гадзіны павінны былі пачацца, аднак пакуль іх няма. Прычыны нам невядомыя. І зараз мы узгадаем апошнія падзеі гэтай выбарчай кампаніі, актуальную сітуацыю на цяперашні момант, і паразмаўляем пра ўсё гэта з аналітыкам Свабоды, спадаром Віталем Цыганковым. Спадар Віталь, добрый дзень. Добрый дзень. Я думаю, гледачы дазволяць мне зняць, каб мне было лепш чуваць. Я думаю, трэба трошки апісаць, чым характарызуецца гэта кампанія на дадзены момант. Перш за ўсё, улада вельмі нервуецца, і улада захвалявалася. Гэта, скажем, мякка. Мы бачым, якія сілавыя метады пачала падключаць улада за апошнія дні. Спачатку, перш за ўсё, дачыненне да групы Ціхановскай, але потым ужо і пераключылася на групу Віктара Бабарыкі. Вось, і гэта дастаткова, скажем, можна сказаць, такія беспрэцэдэнтныя захады за апошнія выбары 10-15 года. Нічога падобнага не было. Можна хіба спомніць 2006 год, калі яшчэ задоўга да выбараў была справа назіральнікаў, калі людзей проста арыштавалі і саджалі за тое, што яны збіраюцца быць назіральнікамі. Вось з таго моманта такога беларускія, скажем, людзі не назіралі. Думаю, варта это нагадаць, што ўсё-такі гэты метады дастаткова звыклыя для Александра Лукашэнкі, ён прымянял іх і ў 2006 годзе. Другой аргумент гэта тое, што Александр Лукашенко все часцей кажа пра плошчу, хаця, што парадаксальна, ніводзін з кандыдатаў да плошчы не заклікае. Атрымліваецца, што самым галоўным прапагандыстам плошчы з'яўляецца менавіта Александр Лукашенко. Ён хоча прадставіць сваіх канкурэнтаў, прэтэндэнтаў, як людзей, якія хочуць тут непарадкі ўстроіць, бунты, плошчу крывавую і гэтак далей. Хаця, паўтаруся, ніводзін з сур'ёзных кандыдатаў да гэта не заклікае, і гэта, ўсім так відавочна. Думаю, Александр Лукашенко разлічвае на ту палітычна несвядомую частку насельніцтва, якая не вельмі сочыць за палітыкай, але менавіта баіцца нейкіх забурэнняў, і вось ён разлічвае на то, што яны павераць яму, што вось паводле нейкіх яго звестак яны рыхтуюць плошчу. Другі аргумент, я думаю, што варта азначыць, гэта тая, таксама незвычайная, асабліва параўнанні з 15 годам, актыўнасць і той энтузіазм, які назіраецца зараз у людзей, в прэсе, в сацыяльных сетках, пры апісанні, в каментарах да відэаролікаў, незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Такого таксама даўно не было. Не было такого, каб столькі 10 тысяч людзей в камандзе Бабарыкі хацелі яму дапамагчы, хацелі паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі і гэтак далей. Вось як дзве гэтыя тэндэнцыі, рост нейкага такого энтузіазму і веры в перамены з боку шырокіх народных мас і рост сілавых метадаў з боку ўлады, як яны сутыкнуцца, гэта галоўнае на сёння пытанне гэтых выбараў. Сёння мы на пляцоўцы ля камароўскага рынку. Тут 31 траўня
7 чэрвеня, раней таксама у канцы траўня былі велізарныя чэргі. У першую чаргу жадаючых падпісацца, у першую чаргу да пікету Святланы Ціханаўскай. На мінулым тыдні Святлана нечакана, прынамсі для мяне, паведаміла, што адмаўляецца ад пікетаў у Мінску, у абласных цэнтрах, ад буйных пікетаў, ад гэтых чэргаў фактычна. Вось ці гэта таксама было невялікай нечаканасцю, пра што гэта можа сведчыць? Ну, перш за все скажу, что Светлана сказала, что отмаўляется на 3 дни. Сегодня гэтые 3 дни заканчиваются. Завтра мы поглядим, что яна и ее группа вырашыць. Цалкам магчыма, что зноў пикеты адновяцца. Я думаю, ее, скажем, этот день имела две, скажем, такие причины. Первое, реальные репрессии супраць сябра инициативной группы, в выніку чаго эта группа поменьшилась в 2 разы. Хтосьці, адмовился, хтосьці просто зараз знаходится у зняволенні, хотя справа узбуджена и непред'явлены абвінавачаны, але тым не менш люди знаходзяцца за кратамі фактычна, і гэта, конечно, ўплывае на многіх іншых. Ваш абвінавачанне прад'яўлены 10 і разам з Сергеем Ціханаўскім крымінальная справа. Тут такі важны момант. Так, да. Есть люди, которые просто были затрыманы без абвінавачання, але ёсць і тым, кому прад'яўлены. А другое, я думаю, гэтым крокам Ціханаўская хотела показать і в тым ліку сусветнай супольнасці і всім, што вось як адбываюцца выборы, што зарэгістраваны афіцыйна прэтэндэнт, ініцыятыўная група не можа збіраць подпісы, паколькі без всякіх прычынаў просто зборшчыкаў подпісы затрымліваюць, робяць іншыя перашкоды і гэтак далей. І вот гэтае дзеянне мела, мне здаецца, дзве такія прычыны. І паўтаруся, у панядзелак яна павінна вырашыць, ці працягваць ці не, але гэта вось тая ж самая дылема, наколькі, скажем, кандыдаты, прэтэндэнты могуць адказваць на гэты ціск. Мы бачым розныя отказы. Светлана Ціханаўская отказала по-своему, Виктор Бабарыка отказал по-своему. И он довольно годно подчас своих пресс-конференций твердо, рашуче отказывал, что все это обвинувачения лживые, что сам он абсолютно чистый, что улада замест того, как скажем, разумеючи, что на него немагчыма націснуць, пачала ціснуць на его сяброў, на его коллегаў и таким чином наносить по ему такие психологичные и, скажем, пропагандистский удар. Хочу таксама пра справу Віктора Бабарыкі і ператрусаў Белгазпромбанку таксама запытацца. Учора прэс-сакратар кіраўніка краіны спадарня Эйсмант у каментары расійскаму выданню РБК пацвердзіла інфармацыю пра тое, што у беларускіх праваахоўнікаў ужо нібыта ёсць сведчанні пра датычнасць да злачыннай дзейнасці самого Віктора Бабарыкі. Вось заўтра мы чакаем прад'яўлення абвінавачвання ў магчымых затрыманым. 15 асобаў затрымана, нагадаю, па гэтай справе ўжо. І што далей будзе? Які прагноз, што мы можам чакаць? Бо гэта сур'ёзнае абвінавачванне, яны могуць стаць прычынай арышту. Практика – это критерий истины, и мы можем сыходить с тех ранейших выпадков, которые были подчас кіравання Александра Лукашенки. Натурально, что никто справу не закрые и не принесе прабачэння гэтым людям, которые зараз па ёй арыштаваны, прынамсі, напэўна, до конца выборов. И так само любой человек может задаться пытанием, чему банк працаваў, Бабарыка ім працаваў 20 гадоў на розных пасадах, апошнія гады был старшынём, кіраўніком гэтага Белгазпромбанка, и ніякіх прэтэнзій з боку выканаўчых і сілавых структураў да банку не было. Толькі пачаліся выборы, толькі гэты чалавек пайшоў, кінуў выклік Александру Лукашенку, а раптам аказалася, што там адны злачынцы і што яны крадуць і гэтак далей. Конечно, все гэта ў нармальных людзей выклікае пытанне. Мы памятаем, тое ж самае было у 90-е гады з былым прэм'ерам Чыгіром, які быў вельмі добрым ідэальным прэм'ерам у Александра Лукашенкі, а потым, калі ён пайшоў на выборы супраць Лукашенкі, аказалася раптам, што супраць яго столькі всего ёсць, і яго пасадзілі за нейкія не вельмі доказныя нібыта злачынствы. Калі вы пытаетесь менавіта, што тычыцца Віктора Бабарыкі асабіста, то я рызыкну даць свой прагноз. Мне здаецца, што на дадзены момант яго не будуць закрываць, што называецца. Гэта было б прызнаннем Александра Лукашенкі сваёй слабасці, прызнаннем того, што выборы скончыліся не пачаўшыся, прызнаннем того, што ён не можа выйграць у сумленнай барацьбе, а ён это не хоча, ён заўсёды хоча прадставіць так, нібыта ён атрымаў элегантную перамогу. Таму Бабарыку не будуць закрываць, будуць максімальна ціснуць на яго асяроддзе, на ягоных сяброў. Вось, можна было б сказаць, на ягоную сям'ю, але мы ведаем трагічную історыю, што жонкі ў Віктора няма, яна загінула, а дачка яго працуе, жыве за
межой, а его сын как раз працуе в Беларусі, на его таксама уже оказывается ціск, закрылі гэтую платформу мола-мола, то бок все магчымыя сродкі, якія ёсць у арсенале ўлады, будуць на то, каб ён сорвался. Это, я бы сказал, прымушэнне да зрыву. Каб ён сорвался, альбо скончыў кампанію, альбо зрабіў нейкія заявы, за якіх его можна было б зняць. Гэта максімальны псіхалагічны і адміністрацыйны тыск на кандидата. Дякую, вялікі Віталь. Нагадаю, у нашым эфіры Віталь Цыганкоў, палітычны аналітык. Вось мы знаходзімся на пляцоўцы ля Камароўскага рынку, дзе сёння ў нядзелю, напэўна, апошні раз адбываюцца пікеты па зборы подпісаў, таму што кампанія па зборы подпісаў ўжо сама скончыцца ў бліжэйшую пятніцу, да 19 чэрвеня. Згодна з заканадаўствам выбарчаму будзе працягвацца гэты збор подпісаў, і пасля ўжо пачнецца іх праверка, таксама працэдура рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, якая павінна скончыцца да 9 ліпеня. Бачыце вы зараз пікеты, нешматлікія сёння пікеты па зборы подпісаў. Валер Цапкала, сама спадара Бабарыкі, намёты, па некалькі чалавек літаральна тут зараз знаходзяцца. І вось некаторыя з тых, хто сёння прыйшоў падпісацца за альтэрнатыўных кандыдатаў, зараз знаходзяцца побач са мной, і мы паспрабуем з імі паразмаўляць. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, як вас зовут, што вы тут сёння робіце? Зовут Татьяна Войтович, я член Белорусского общества инвалидов. Хочу обратиться к Александру Григорьевичу Лукашенко, вот именно от всех белорусов, инвалидов нашей республики. Неправильное действие наших вышестоящих органов и администрации президента, на которую мы уже подали на суд. Они нарушили Международную конвенцию инвалидов. Сам президент нарушил протокол, который был подписан генеральным секретарем. Они подписывали по правильных обращениях с инвалидами, оказании им всем помощи. Люди с ограниченной возможностью избивались, помещались незаконно в психиатрические стационары, если они оказывали какую-то помощь, понимаете, нашему правительству. Я, как инвалид второй группы, Татьяна Войтович, раскрыла очень много коррупции в нашей республике. Это подтвердили и госконтроли, это подтвердило и КГБ, но зато в знак мести, что я это сделала, и он опозорился на все страны мира, он мне приказал поместить в психиатрический стационар. Да, за что я стала жертвой наживы. Меня держали 18 часов под током, убивали наркотиками. Я выжила. Я стала большой жертвой наживы. Но Скажите, да, а вы сегодня пришли сюда поставить какие-то подпись за кого-то из кандидатов? Мы поставили, я поставила все подписи. И еще хочу сказать, вот когда был в те выходные этот митинг, вот, я благодарна очень Маете на увазе пикет, который тут был? Пикеты здесь Ольге Николайчик, потом Павлу Северинцу, которые обратились в различные страны мира, чтобы меня тогда из этой психиатрической больницы выпустили, понимаете? Все приходили люди просто сказать свои жалобы президенту, которые на протяжении многих лет не выполнялись, понимаете, нашим правительством. Эти два человека не виноваты ни в чем. Так почему же их арестовали на 15 суток? Почему же ты, Александр Григорьевич, не соизволил людям, если ты такой хороший, чтобы твоя Качанова Наталья Ивановна приехала сюда и сказала перед выборами: давайте, жители, если они такие хорошие, скажите, какие недоработки были у нашего правительства. Они этого не соизволили даже сделать для граждан. Выходили простые люди, все говорили. Вот. Так посмотрите, второе еще я что хочу сказать. Сам президент теперь уже говорит после моего обращения, что давайте сохранять историю нашей республики. Я проживаю в городе Новогрудке. Вот. Почему за 25 лет он никогда не навестил этот исторический, наш этот город, город Новогрудок, Кіраўнік княжество Литовское. Александр Лукашенко николи не приезжал тут? Когда он объезжал, в Кареличах был, в Любче был, объезжал стороной. Город начинает разрушаться. Он унизил Ярослава Мудрого, понимаете, который создал этот город Новогрудок. Это князь Киевской Руси, потом князя Миндовга. Он ни одного памятника по них
них деньги не дал, чтобы это была история сохранена. Он, значит, этому Трампу, все уже говорят, который в США, главный президент, продал наш новогрудок. Потому что зять Трампа, его отец и дед нашего новогрудка. Все это уже делается, потому что Вершицкая сделала музей еврейский по них. И ездит теперь, это самое, поехала в США, туда к этому Трампу и сказала: реставрация замка за мной. Трамп дает деньги. Позор нашему президенту, как он сохраняет нашу историю города. И говорит: Беларусь не отдам, Беларусь не отдам. Это он показывает себя, как он какой-то пан, понимаете, что я не отдам. Да, как вот, и понимаете, что я хочу сказать? Он все говорит, денег нету, понимаете, балы проводить, которые он на Новый год делает, понимаете? 2 недели проводил, что дамы по 75 лет одевали такие платья, понимаете, и такие прически делали. Скажите, Денег хватило. вы вельмі так гучныя робіце заявы, ці не боитеся вы за нас на наступ? Не боюсь ничего, потому что так оно и есть. Это все было по телевизору, понимаете, показано. Он все потом говорит: я белорусского хлеба нажрался. Так нельзя говорить. Эти высказывания меня ногами вперед вынесут из этого, значит, моего правительства. Это говорили и такое писали люди, когда выходили во время революции еще. Понимаете, митинги когда были. Ты президент, ты должен показать свою честь и достоинство перед народом. Какой ты руководитель. Такое руководитель не должен делать, понимаете? Вот. Как мы можем теперь за такого человека голосовать, чтобы он был президентом? А вы коли-нибудь голосовали? Он обратился. Уже в том году инвалиды-колясочники пошли на митинг. В Минске был большой митинг инвалидам, потому что законы инвалидов нарушены. На это никто. Обращаются инвалиды в вышестоящие органы, их за решетки, их убивают. И что творится в этой республике? Инвалиды начинают помощь просить ехать за границу. Позор нашей республики. Дякую вам вялікі за меркаванне. Вельмі ж вялікая колькасць людзей сярод нас до нас падышла. Зараз пытаем яшчэ чуюсь. Добрый день. Скажите, вы пришли сегодня подписаться за кого-то из кандидатов? Против его, он надоел, он достал. Сам вор, это первый вор. Он говорит, перед людьми начинает выступать по телевизору, говорит с людьми, обвиняет кого-то, сам хамит, оскорбляет. Это человек, который, он же президент, он каждому подходит, ты. Разве так можно? Разве так можно? Ну. А вы сегодня поставили свой подпись за кого-то? За кого? Я приехал из Серебрянки, специально поставил подпись и своих всех уговариваю. Если не уговариваю, все понимают прекрасно, что мы зашли в тупик, уже дальше некуда. А ці чулі вы пра тое, што зараз адбываецца з Белгазпромбанкам, з некаторымі сябрамі ініцыятыўнай? Я считаю, Якое ваше стаўленне да гэтай гісторыі? это политическая акция, это преследование, убрать кандидата, во что бы то ни стало, убрать претендента на пост президента. Вот и все. Я считаю, это террор просто, насилие. Это беззаконно. Мы живем вроде бы в государстве, которое должно соблюдать Конституцию, уважать мировые нормы, все, но у нас такого нету. Мы не имеем слова, даже права сказать. Ну. Поэтому, живя в Беларусь, мы все против Луки, против люди. Я сколько пишу в интернете, объединяйте, давайте все выходить на улицы и на выборы. Пойдем все и скажем, нет Лукашенко, нет Лукашенко, нет Лукашенко. А вось по дзяржаўным тэлебачанні гавораць, што ўжо 1,5 мільёна беларусаў падпісалася за вылучэнне Александра Лукашэнкі. Што вы пра гэта думаеце? Блеф. Государственное телевидение, все под Лукашенкой. Все, да, все, сейчас только назначил нового премьер-министра, он сразу поехал за голосами для Лукашенки на МАС. Сейчас бросились на Белшину, на Гобсельмаш, все ее шавки, шестерки поперли угрожать людей, тем более там угрожают, что увольнение, противослужащее увольнение. А вам вядомыя такія дакладныя выпадкі, альбо вы чулі пра гэта? Я читаю, я смотрю телевизор.
Я читаю интернет. Я вижу, на работе нахожусь с людьми. Я общаюсь с соседями. Это не мое голословное мнение. Это я высказываю мнение подавляющее большинство людей. Як ви думаєте, ось менш за 2 місяці до виборів засталося, що буде у день голосування, що ми почуємо від Лідії Михайлівни Ярмошиної, ці, магчыма, нейкія сюрпризи? Ярмошина, это... Я не буду больше говорить, вы, по-моему, поймете. Он ее поставил, и, естественно, она будет все время за него. Подтасовка будет стопроцентная. Будет 100% против Лукашенко, она напишет 100% за Лукашенко. Понимаете? А ви пойдете голосувати? Хожу. И я первый раз проголосовал за Лукашенко, и с тех пор я давно... У 94-м году, да? Это в 94-м году, когда вот... А с тех пор я понял, это не тот человек. Это не тот человек. Это нет. Поэтому я всех призываю отказаться от Лукашенко, всем идти на выборы и сказать «нет». За любого, как я говорил, мне говорят, а кого? Я говорю, да любого, только не Лукашенко. Любого, да не Лукашенко только. Вот и все. Да тот же Бабариков, он экономист, он банки 20 лет возглавляет банк там или сколько он. Ну, вот человек, по-моему, образованный. Может, там у политики что-то, но он понимает человек, ну, не сравнить. Когда этот говорит про коров, извините, обосранных, и в то же время советуют, как с коронавирусом бороться, извините, это, ну, утопия. Ось ці чули ви про це в обшуки дома у Сергія Тихановського на його дачі, про це 900 мільйонів, 900 тисяч доларів. Що ви про це думаєте? Это, ну, очередная провокация. Как было у Гродно, когда его там женщина, ну, говорят, я там читал, не знаю точно, кто она, это обыкновенная провокация. Неужели у человека 900 тысяч долларов, если он заработал законно, чего он будет прятать их? Ну. Я не верю, это провокация, обыкновенная провокация, поверьте. Хорошо, если не подкинули, да? Да, это не подкинули, а подложили. Это подложили. Та же самая вот у Гродно, когда он приехал на тракторный завод и говорит, через 4 часа там получается такая провокация. Ну это 100% провокация, все. Спасибо, что вы озвучиваете вот это все. Конечно, все. Мне, например, 71 год, да, я вот сюда пришел, чтобы мой внук не жил в этой стране, которая сегодня. Я живу здесь 20 километров от Минска, Брестское направление, да. А ви спеціально приїхали сюди, так? Специально я вот приезжал, когда здесь очереди стояли до Сурганова за Тихановского. Но я его знаю лично, поэтому здесь другой вопрос. Я лично не знаю, но я знаю. Я выхожу на улицу утром, там катаюсь на велосипеде. Да. Вот нам в 99 году колхоз положил дорогу. Да. И вот за 20 с чем-то лет, да, там никто ничего не делал. Эту дорогу превратили в танкодром. И куда мы не обращались, и в администрацию. Вот, вашу дорогу поставят на ремонт в следующем году. Вот 26 лет у нас все стоят. Сейчас вот заехал в исполком. Висит объявление. Дорога деревня Слободки будет поставлена в 2020 году. Я говорю, а это серьезно? Да никто ничего ставить не будет. Уже просим, я вот звоню в райисполкому, там, и в облисполком. Я говорю, хоть сделайте дорогу, как она была при коммунистах, асфальтирована. А остальное уже по деревне уже сделаем сами. Потому что... А як ви думаєте, ось чому так відбувається, що стільки років влади не можуть просто дорогу прокладати? Просто на это не смотрят. А куда жаловаться? Я вам не на микрофон, я бы сказал вам по-другому. Что такое вертикаль? Вы же прекрасно знаете. Это, я считаю, это самая порочная власть. Думаете, от, коли в Білорусі зміниться влада, вони почнуть будувати дороги? Мы много говорили о самоуправлении. Там. Люди должны в деревне, должна быть староста и должен быть... Мы должны выбирать председатель сельского совета, местные жители должны выбирать. И ни одного, они же все поставлены. Райисполкома должны выбрать. Вы же зайдите, посмотрите, вы ни один райисполком не зайти. Милиционер, в суд зайдешь, милиционер. Я спрашиваю милицию, от кого вы защищаетесь? А он хватает много ненормальных. Вот, так вы же существуете для этого, чтобы этих ненормальных отлавливать? Ну,
Ребята, обязательно в эфир это, пожалуйста. Ну, Живі ефіри зараз. Вас зараз ще нас смотрели, чтобы все видели, потому что все за Бабарика, все против Лукашенко, короче. Только не он. А скажите, Калялска, что вы думаете? А что вы думаете вот про это перетрусы у банку, у его инициативных? Подстава. Это даже нормальный человек, идя в кандидаты, да, он, даже если у него что-то было, он все равно подчистит, он сделает все. Я думаю, что Тихановскому, и я думаю, что-то подбросили все, потому что А чому у нас 14 зараз ініціативних груп, ну, окрім Олександра Григоровича Лукашенка 13, але покуль ми бачимо такий тиск, певні історії, зв'язані з криміналом менавіта у Тихановської і так само у Бабарики. Чому менавіта? знаете, вот, например, он Дмитриев, да, вот как его там, Андрей или что, вот он живет в нашем районе, я его знаю прекрасно. Этот человек, вы посмотрите, сколько там людей, там никого нету. Это вот, который отнимает голоса. Конопатская такая тоже. У которой папа миллионер, там владеет комбикормовыми заводами. Она тоже, надо вот... Она просто живет там, где рядом мои знакомые живут. Поэтому я считаю, что в Бабарике будет очень сложно бороться. Не знаю, как ему там пройти хотя бы вот этот отсев. Потому что это же будет сейчас... Ну, я, например, знаю вот даже по своим знакомым, да, но Григорьевича нету шансов. Он же говорил, я уйду, если люди не захотят. Ну, на выборах. Так выборов уже нету. Я, например, не хожу на выборы, наверное, с первого, как его избрали. З 94-го года, да? А зараз збираєтесь сісти? Ну, я... Хотя, вот я слушал вчера Поздняка, да, он сказал, что надо все-таки, чтобы был бойкот у них. Потому что все равно Ермошина сделает все, что нужно. Для них главная задача, чтобы люди пришли. Вот и все. А остальное технология уже отработанная. Сколько там? 83, 85 или 97. Но когда президент говорит, что я сказала, чтобы сделали меньше, так значит, какие выборы? Выборов нету. Дякую вам, велике. Ми, нагадаю, знаходимося на пляцовці ля Камаровського ринку у Мінську. Тут бачу, вже з'явилося більше пікетів. Бачу червоно-білі стяги Об'єднаної громадянської партії. Там виставляють свої пікети, напевно, прихильники Миколая Козлова, Юрася Губаревича і Ольги Ковалькової. І ми зараз туди підійдемо ближей подойдем, поглядим, что там отбывается. Людей, которые ожидают поставить свои подписи, становится крыху больше. Конечно, это не то, что было тут тыдень тому, а тем больше. 2 тижні тому, однак, ну, певна активність політична присутнічає. Ось ми бачимо пікет Юрія Губаревича за выборы без коронавируса. Да, цікаво. Звичайно, оппозиционеры писали на своих шильдах за выборы без Лукашенки. Зараз выборы без коронавируса. Час робить свої корективи. Бачу вже тут і опозиційних лідерів. Миколай Козлов есть, і сам Юрась Губаревич і Ольга Ковалькова. Ось Ольгу Ковалькову ні тиждень тому, ні 2 тижні тому, здається, ми тут не бачили. Поспробуємо зараз до її підійти, порозмовляти. Так, бо тиждень тому Ольга Ковалькова була у Гомелі, зараз вона тут. Підійдемо до її і порозмовляємо. Спадарня Ольга, добрий день. Живий ефір, Радіо Свобода. Некалькі питань, ці можна вам, ці маєте час. Так, розкажіть нам увогуле про сьогоднішній ваш пікет, чим його сенс і що буде далі, бо, так розумію, опошній недільний пікет. Процедура збору підписів вже скончається. Так, сьогодні ми, основно, це ось наше супольне мероприємство, одно з
серый, так, где мы домовились, что разом с коллегами по правоцентрыстской коалиции будем ладить его у выходные. Конечно, мы використовуємо можливість легального збору підпису за кандидату для того, каб так само людей заангажувати у назіранні, заангажувати у сябри участкових комісій. Як ви ведаєте, до 21 червня треба податися і каб стати сябром участкової комісії, тому ми активно під час гэтых пікетів агітуємо людей долучатися, бо гэта адзіная, на мой погляд, сёння магчымасць пракантраляваць і прыняць удзел у гэтай кампаніі, бо відавочна, як яна разварочваецца і досыць рэпрэсіўна, таму людзям сёння патрэбны бяспечныя пляцоўкі для того, каб быць абароненымі. Таму вось сёння мы тут. А так разумею, подпісы за сваё вылучэнне вы сабраныя здаваць не будзеце увогуле ў ЦВК? Такого плану няма здаваць подпісы пакуль. І у нас была дамоўленасць, што мы ўвогуле іх не збіраем, бо такая досыць сур'ёзная сітуацыя з каранавірусам, але, канешне, тое, што мы бачым зараз, людзі актыўна далучаюцца, не заўважаючы на каранавірус, бо ўсім хочацца змяніць сітуацыю. І вось тую безадказнасць улады, якая і ў сітуацыі з каранавірусам праявіла сябе так, што людзям просто, я вам скажу шчыра, по рэгіёнах усе праехалася, людзі прыходзяць больш немагчыма. Любы толькі не Лукашенко, бо людзі ўжо не бачаць далей развіцця краіны разам з гэтым чалавекам. Вось супрацоўнікам у штатскім сёння болей будзе, чым ўжо 3-4 я налічыла, вось, якія зараз здымаюць. Таму... Яшчэ хачу даведацца ваше меркаванне пра падзеі вакол Белгазпромбанку, ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі. Усе ў курсе, што адбываецца. Што вы думаеце пра гэта? Ну, зразумела, што гэта рэпрэсіі, ціск на людзей, які ідуць сёння супраць улады. Відавочна, я звонку расцэньваю як ціск на чалавека, які хоча змяніць сітуацыю ў Беларусі. І тут павінны ўсе Беларусі быць салідарнымі сёння з тымі людзьмі, якія выступаюць супраць палітыкі ўлады, супраць Лукашэнкі і падтрымліваць і Віктора Бабарыку, і Сергея Ціханаўскага, якія відавочна падпалі пад палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. І на іх месцы можа апынуцца любы такі вельмі актыўны чалавек, і на іх месцы сёння знаходзіцца кожны беларус. Мы сёння не абаронены ні незалежным судом, ні следствам Беларусі. Гэта ўсё трэба мяняць, а змяніць гэта магчыма толькі калі Лукашенко сыдзе са сваёй пасады і дасць магчымасць правесці рэформу ў Беларусі, каб і суды былі незалежнымі, следства і генпракуратура працавалі не разам, а паасобку і выконвалі сваю асноўную функцыю выканання законнасці ў Беларусі. Таму, канешне, я падтрымліваю ўсіх, хто сёння ідзе супраць улады, і лічу, што еднасць у гэтым накірунку вельмі важная, яе чакаюць таксама вельмі шмат людзей, і на тых пікетах, у якіх я прымала ўдзел у рэгіёнах, людзі запытваюцца, ці будзеце вы аб'ядноўвацца, ці ёсць нейкі план, каб вось ісці аднім фронтам супраць Лукашэнкі. Я лічу, што гэта была правільная стратегія і пазіцыя сёння. Якраз хацеў спытацца пра вашы паездкі ў рэгіёны. Мінулым тыдні, мінулую нядзелю вы былі ў Гомелі. Ось якія у вас уражанні ад таго, што ў рэгіёнах адбываецца, не ў Менску? Рэгіёны вельмі актыўныя. Я вам скажу шчыра, што нават невялікія раённыя гарады, вось это Гомельшчына была, там Жлобін, людзі актыўна нават у выходныя прыходзяць падпісвацца за ўсіх кандыдатах. Рады, калі кандыдаты прыязджаюць, канешне, самі, бо не так шмат людзі нас ведаюць, таму што не так шмат магчымасці у нас выказаць сваю пазіцыю, і мы ўжо 26 гадоў бачым реально аднаго чалавека па тэлебачанні, таму людзі досыць актыўныя, прыходзяць на пікеты, і, канешне, ў нядзелю гэта актыўнасць большая, чым у буднія дні, бо людзі ўжо ведаюць, што там з 12, напрыклад, у такіх буйных месцах ужо праходзяць пікеты, і людзі збіраюцца. Таму вось людзі агрэсіўна настроены, вам калі шчыра скажу. Напрыклад, у Магілёве да мяне на пікет 3 разы падыходзіў міліцыянт, і людзі агрэсіўна досыць, гэта было якраз пасля падзей з Сергеем Ціханаўскім, людзі гатовы былі на яго накінуцца, крычалі ганьба, хаця ён паводзіў сябе там стрымана, але агрэсія супраць улады, супраць міліцыі сёння ў беларускім грамадстве досыць высокая. І калі Лукашенко сам не зыдзе, то ўся адказнасць, калі людзі будуць агрэсіўна далей вось так сябе паводзіць, будзе ляжаць реально на ім. Ну, как бы ніхто не вінаваты, бо ўжо хопіць. Ён захапіў уладу, ён зняважліва ставіцца сёння да кожнага грамадзяніна. Я стамілася, я не хочу жыць з такім прэзідэнтам. І раблю ўсё магчымае, каб гэта змяніць сёння. Дзякую вам вялікі. Ольга Кавалькова, прадстаўніца беларускай хрысціянскай дэмакратыі, а таксама прэтэндэнтка на кандыдацтва прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Аднак, як ужо ведаем,
ні Вольга, ні Юрась Губаревич, ні Миколай Козлов за ГП не будуть здавати сабраныя подпісы і спрабаваць вылучыцца у якасці кандыдата на выбарах. Як яны ўжо неаднаразова гаварылі, все трое будуць канцэнтравацца на назіранні. Назіранні таксама спрабуюць трапіць у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Бачыце, паболела крыху людзей. Нагадаю, што апошнія дні ідзе збор подпісаў. Некаторыя кандыдаты ўжо фактычна яго завяршаюць. Сёння-заўтра, наколькі разумею, ініцыятыўная група Віктара Бабарыкі ўсяго 3 дні яшчэ будзе збіраць подпісы. Зараз займаюцца праверкай сабраных і падаюць ужо каля 100 000 подпісаў. Каманда Віктара Бабарыкі падала у выбаркамы. Вось з таго, што вядома. Агулам збор подпісаў можа паводле заканадаўства выбарчае працягвацца да 19 чэрвеня уключна. Гэта наступная пятніца, і затым усе здадзеныя подпісы будуць правярацца ЦВК. Вось да 9 ліпеня. До 9 ліпеня гэта можа адбывацца, і зноў жа да 9 ліпеня будзе адбывацца працэс рэгістрацыі ўжо кандыдатаў. Зараз мы абыходзім гэтыя пікеты. Бачыце, што насамрэч сёння чэргаў тут нема. Вядома, што ў сённяшніх пікетах ля Камароўскага рынку не ўдзельнічае каманда Святланы Ціханаўскай. Некалькі дзён таму яна у сваім відэазвароце агучыла інфармацыю пра спыненне на 3 дні правядзення пікетаў па зборы подпісаў у Мінску, а таксама ў ўсіх абласных гарадах. Такія дзеянні ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай сталі адказам на, па яе словах, на ціск, які зведалі сябры ініцыятыўнай групы. Нагадаю, што каля 10 членаў ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай зараз знаходзяцца за кратамі СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Мінску разам з яе мужам Сергеем Ціханаўскім. Ім прадаўлены абвінавачванні па крымінальным артыкуле, парушэнне правілаў правядзення масавых мерапрыемстваў, парушэнне бяспекі. Таксама некаторым з гэтых людзей прад'яўлены абвінавачванні ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. І яшчэ прыкладна столькі ж сяброў ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай, яны па адміністратыўных артыкулах асуджаныя знаходзяцца на так званых сутках. Зараз падыдзем яшчэ да людзей, якія стаяць у чарзе, размаўляем з імі. Добры дзень. Ці можна з вамі паразмаўляць? Жывы эфір. Радыё Свабода. А з намі не. Скажите, ласка, что вы тут сегодня робите, чему стоите в черзе? Мы за Козлова пришли отдать свои подписи за Козлова, потому что хотим перемен. Мы не хотим, скажите этому Лукашенко, что никто не хочет ни Майданов, ничего. Мы хотим перемен, хотим честных выборов. Можно как-то до него достучаться или нет? А чему менавіта за Миколая Козлова? За остальных мы всех проголосовали уже. А поставили подписи, так? Кроме, за Лукашенко я лично не голосовала. Никогда. Кроме 94-го года. А сейчас когда он мне сказал, что он пойдет меня расстреливать, я с дивана поднялась. А скажите, 94-й год, а чему вы тогда за его проголосовали? Потому что, тоже он же обещал, он же из народа, люди ему поверили, люди поверили в то, что будут какие-то перемены, И что получилось? Потом вообще ничего у нас не получилось, все развалил. Ничего, нету ничего. Кругом развалюха. Вот вы эту корову видели, которую он показывал? Маете на увазі ту знакомитую
брудную корову. Да? Лукашенко увидел и обалдел. Так таких коров у нас, вся Беларусь в таких коровах. Девочки, ну вы теперь скажите, а то это... А ці можете вось, ну, мне ў 94-м годзе такі 10 гадоў было, я так слаба памятаю, а ці вы можете параўнаць той час з цяперашнім? Ну, ці цяпер горш жывецца людзям, чым тады, ці прыкладна тое ж самае, ці цяпер лепш, як было? Теперь живется ужасно людям. Я не знаю. Жили надеждой на перемены. Мы все были окрылены. Мы ждали чего-то такого, знаете, хорошего. Вот. Понимаете, была вера тогда. Да. А сейчас у нас ни веры, ни надежды. Вы понимаете, сейчас мы не верим в то, что будет. Не верим в честные выборы. Вот это самое страшное. Вы посмотрите, если выборы происходят, то там действительно же выборы честные, вот, прозрачные. А сейчас приходи, не приходи. Я с 94-го года, вот в 94-м году я проголосовала. Да, я проголосовала за Лукашенко. Могу объяснить, почему. Кандидаты были, которые он, так сказать, был надеждой на перемены в стране. Вот. 26 лет. Все мы ждем. Этих перемен не происходит. Чистые города – это не его заслуга, а заслуга, уже все говорили об этом, заслуга наших жителей. Понимаете? Что вообще белорусы аккуратные люди, законопослушные люди. Согласитесь со мной, что мы все законопослушные. Никто здесь Майдана и майданчиков никто устраивать не будут. Понимаешь, мы все хотим за мирное, чтобы человек, я думала, вы знаете, я сейчас скажу, вот телевизор я выбросила 4 года тому назад. И я не смотрю наше БТ. Я дружу с интернетом, да. И хочу сказать вот что. Но все-таки там же просачивается информация, которая, как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас... Он не собирается уходить, он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами, простите, может, это нельзя говорить, да? Вот, мне кажется, отработал 26 лет, да, плохо работал, потому что все мы видим и европейские страны, и Польшу рядом, что как там живут. Я пенсионер, вы понимаете? Вот, да, я пенсионерка. Извините, я на свою пенсию жить не могу. А якая у вас пенсія, калі можна? 320 рублей. Это что, пенсия? Дзе вы, як доўга вы працавалі, які стаж у вас? Работала. Стаж у меня очень большой. Даже, я скажу, до коронавируса я все равно работала. Понимаете? Я все равно работала. Платила налоги и работала. Разве это жизнь? Почему я занимаю чье-то место молодежи, вот, а не сижу на пенсии, как это в европейских странах? Понимаете? Поэтому очень хочется перемен. Перемен хочется и мирным путем за честные выборы, которые Ермошина нам не предоставит. Поэтому я думаю, и у нас появились кандидаты. Те кандидаты, которым мы поверили, и за которых мы будем голосовать. Вот. А президенту нужно сделать вывод. Мирно уйти. Понимаете, мирно уйти, чтобы, если он любит свою страну, значит, он мирно уйдет, и у нас будет мир и покой в стране. И наша страна будет развиваться. Вы кажется, что з'явилися кандидаты, яким вы поверили. А чему вы... Почему поверили? Вы понимаете, если говорить честно и откровенно, это люди интеллигентные, умные, образованные, которые имеют честь, совесть и порядочность. Этим сказано все. Понимаете? Ну, не будем говорить о нашем президенте, о чести, совести, культуре, понимаете, культуре речи. Вот. Мы, понимаете, особенно о культуре. Эта базарная брань, она уже надоела. Але по дзяржаўным тэлебачанні кажуць, што гэтыя кандыдаты хочуць Майдана, у іх шмат грошай за канапай, яны злачынцы, ці вы гэта... Это все провокации, провокация, вот, это все провокация, я этому ничему не верю, это все, вы знаете, притянутые за уши притянутые. И сейчас то же самое против Бабарика. Это так грязно делается, очень грязно делается. Мы же все видели, что было в Гродно, правда? Все видели, вот, поэтому
Поэтому, вы понимаете, люди, открывайте глаза, а дети, внуки, приходите к своим бабушкам и, понимаете, делайте нарезку такую, чтобы они видели, что и как происходит. Понимаете, отработал свое, Лукашенко уже отработал. Вот. Дякую вам. Ви Вот мы пенсионеры, да, нам может быть, ну что у нас, пенсии наши заберут, вряд ли, да, вот, то есть уже готовы к тому, чтобы здесь вот отстаивать свою точку зрения на честные, справедливые выборы. И кто в результате окажется победителем, тот и должен быть лидером в стране. Но я по поводу Бабарика. Значит, в Полоцке Лукашенко сказал, что руководитель должен за все отвечать. Я хочу, чтобы руководитель страны ответил за те эти взятки, там, какие там дела с этим Втюриным. Это же высшее должностное лицо, правильно? маєте на увазі одного з керівників Совета безпеки, так? Зараз іде кримінальна справа, розгляд її, ще невідомі виники. Руководитель несет прямую ответственность. Как на таком уровне власти могла быть такая коррупция, где замешаны министры, там связи, там, ну, это самое. Далее, дело врачей, которое там 2 года назад было, дошли до замминистра, говорили, $1000 миллионов в результате этого дела, такого масштабного, обнаружено. А что мы? Народ, увидели эти миллионы долларов? У нас что, лекарства стали дешевле? Или доступ к медицинскому образованию стал доступнее? Или качество? Где эти миллионы долларов? И почему министр Жарко на тот момент пошел вдруг на повышение после такого резонансного дела? Он стал вице-премьером. Это же кошмар, это ужас. Так в таком случае, если ты хочешь, чтобы Бабарика, как руководитель, отвечал за какие-то нарушения, но они еще не установлены, они еще не доказаны никем и никак, понимаете, то ты ответь, как ты мог назначить с министра премьер-министром. Вот за всем, понимаете, и самое ужасное, что меня просто вот возмутило, он стоит напротив собора в Полоцке, да, и говорит, клянусь, как перед Богом. Это возмутительно. Это возмутительно. То есть нельзя. Есть вещи, я понимаю, что православный атеист может себе позволить такое, но руководитель страны не может так себе позволять делать такие заявления. Керівник штабу Лукашенки Михаил Ордер сказал, что 1,5 миллиона белорусов поставили подписи за вылучение Лукашенки на якости кандидата. Вот что вы про это думаете и доверяете? Что возможно, собственно говоря, ну ничего страшного в том, что люди дают ему право участвовать в выборах. Ну, в этом нет ничего. Это же, как вам сказать, вот, ну, не терять же людям на работу, правильно? Если приходит руководитель, все на контрактной основе, и говорит, вы должны подписаться. У нас в поликлинике, в моей участковой, да, просто у каждого участкового врача на столе лежали эти листы, и всем, кто посещал, по каким-то там открывал больничные, либо как вот пенсионеры приходили по каким-то своим проблемам, врачи предлагали, вот они говорили, мы не получим премию и прочие, люди подписывались. Вы докладно про это ведаете? Вы докладно ведаете про такие факты? Конечно. Вот. То есть в этом, ну подписались. А что это за больница? Где это? Ну, я не хочу об этом говорить, понимаете, мне же туда ходить, лечиться, причем здесь участковый врач, которого заставил, в конце концов, главный врач, да, но тем не менее, да, тоже было там в сфере образования учителя, то есть, ладно, подписали и подписали. Пусть участвует, никто же не говорит, хотя он сам же должен понимать, если все там исследования показывают, что рейтинг 3%, то на что можно надеяться? Но тем не менее, пусть участвует. Задача – честные выборы. Выборы должны быть честными. Как вы думаете, они будут честными, справедливыми, законными? Я думаю, что
вот как всегда не получится. Что вы маете на увазе? Ну, то есть вот, ну, это сам, что в этот раз они будут, ну, объективно считаться, эти голоса. Я верю в то, что вот и Цепкало говорит, и Бабарика, что есть системы, ну, сегодня мы живем уже в другое время, в время, ну, цифровизации как бы всего, да, то есть какие-то предложат технологии, чтобы мы знали, кому отошел наш голос. Дякую вам вялікі. Нагадаю, вядзем жывую трансляцыю з пляцоўкі перад камароўскім рынкам, дзе гэтую нядзелю зноў праходзяць пікеты па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на ўжо хуткіх выбарах. Сёння тут няма пікетаў Святланы Ціханаўскай. Яна паведаміла, што спыняе часова свой збор у Мінску, а таксама у абласных цэнтрах. Вось бачым чалавека, які прыйшоў з плакатам сюды. Так. Так, бачыце, што яго напісана, зараз паразмаўляем. Добрый дзень, а што у вас тут? Ці можаце патлумачыць нам? Патлумачу. Сейчас, у меня еще одна. А у вас некалькі аж, ну. Некалькі, да. Расскажите. Сейчас. Помылка 94-го года. Еще одна. Да. Вот это самое интересное. Скажите. Сейчас. Да. Снял? Слухай. Да. Скажите, ну, ці можете, давайте будете нам читать и будем размаўляць про их, про ваши плакаты. Вот, что у вас тут? Лукашенко, кто вы по национальности, нечто у вас не бачно толерантности белоруса, так? Есть такая книга у покойного Павла Шеремета «Случайный президент». Вот. Я уже не буду рассказывать, как там про него сказано, какой он хороший и нехороший в те времена был. Там есть одна фраза. К его мамке ходил и цыган, и еврей. За эту книгу убиты все, кто был причастен к написанию этой книги. Завадский, оператор Шеремета, потом журналист, вот на Б мне говорили, повесился, жить надоело. Вот. Понимаете? Поэтому, судя по сыну, могу предположить, что действительно цыган. Судя, что по Качанову послал в Могилев на колени стать, это в кавычках, перед цыганами. Ну, напевно, национальность нельга агулам так критично выказываться. Белорус так делать не будет. Согласитесь, белорус так делать не будет. А что у вас там еще есть? Это по 94-й год. По Тарасу Бульбу. Мы тебя породили, мы тебя и уберем. Мы исправим ошибку. А вы в 94-м голосовали за Александра Григорьевича, так? Так, честно хочу, признаюсь, потом, но было... Вы знаете, это голосовали не за него, а голосовали против КПСС. Потому что КПСС надоело, и он, так сказать, голосовали против него. Зараз отрымливается то самое? Ну, а теперь он даже сам говорит, будет сценарий ереванский и белорусский, и украинский. А я говорю, нет, будет сценарий белорусский. Мы свою исправим ошибку 94-го года. То есть мы тебя избрали, мы тебя и уберем. А это у вас зворот до спецслужб, так? КДБ і МУС вы абавязаныя цяпер затрымліваць і грамадзяніна Лукашенка, калі ён будзе гаварыць пра палітыку і выбары не ў сябе на кухні і не ў спецыяльна адведзеных для гэтага месцах, а ў тэлевізары на прадпрыемствах. Перед законом усе роўныя. Ён сам сказаў пра гэта ў Полацку. Расскажите еще про эту Полацку. Мы уже решил говорить на кухне, и специально по Минску 6 отведенных местов, где можно говорить о политике и это. А меня будут задерживать, если я буду вот здесь вот с вами разговаривать. А почему его можно?
Он же сам вот в Полоцке сейчас был, сказал, перед законом все равны. Оказывается, не равны. Оказывается, он царь, бог и воинский начальник. Вот вы пасля гэтых словаў кіраўніка краіны у Полацку сказаных сюды прыйшлі, одно слово, так? Не, я уже не первые выходные тут, ребят. А не думаете, что у вас вось за гэтыя таблички могут затрымаць сёння? Ну, оглядываюсь по сторонам. Я думаю, вы до автобуса меня доведете, если что. Если вдруг я пойду, это самое. Ну, вы понимаете меня, да? А что еще у вас? Ну и вот это вот, вот это. Пераможем Лукашенко, спасем Ну, Тихановского. ну что тут, это без комментариев понятно. Потому что З'являється ну, президент, он его освободит, потому что задержан незаконно. Видишь, милиционера, даже там кто-то спровоцировали там эту драку. Ну, повод. Вы знаете, начнем самое первое. Он съел поздняка за Россию. Если вы помните туда, что-то там Россия неправильно он писал. Вот. Машерова на второй срок, эта дочь Машерова баллотировалась, ушла с этого самого, сняла кандидатуру, потому что, как мне сказали, грозили ей и семье. Почему я это знаю? Моя знакомая с Машеровой на одной кафедре работала вместе. То есть он такой, вот сколько бы не было более-менее достойных, Машерова могла тогда победить. Уже еще знали о Машерова, его авторитет. здаецца, выборы 2001 года, альбо які год это? А? Про якія выборы вы говорите зараз? Ну, это, наверное, 4, где-то в 9-м, наверное. Ну, это вторые выборы уже после... 2001 год. Может быть, я не буду спорить, знаете, уже старый человек, забываю, как говорить. Поэтому он... А сегодня 3 таких кандидата, которые очень много голосов набирают, и ему страшно. Вот ему, поверьте, страшно. Хотя я вам так хочу сказать. Вот, я даже сегодня могу сказать, что он и не любит Белоруссию, не любит белорусский народ, не любит белорусский язык. Вот. Ну как он вот маски называет намордниками. Что у белорусов, морда или лицо? Был сейчас в Гомеле, на этом назвал деревни зачуханные. А по-белорусски чесать тело – это чухать. А зачухаться – это чесать тело при зуде. Вы что, до него люди не мылись, испытывали зуд и зачухивались? Поэтому, понимаете, вот такой вот его... Вот посмотрите, всегда он оппозицию передразнивает на ломаном белорусском языке. Тех людей передразнивают, которые говорят на чистейшем белорусском языке. Значит, это неуважение к белорусскому народу и все. Поэтому вот я могу предположить, что действительно кто он, но не белорус. Дякую вам. Так, успехов. Так, бачим тут. Бачым тут актыўных праціўнікаў дзейнага кіраўніка краіны. Паспрабуем зараз падысці да спадара Баревіча і Нікалая Козлова, якія тут прысутнічаюць, і спытацца іх стаўлення да апошніх падзей этой кампаніі. Бачу спадар Юрий. Нас хотели запрашать. Так, добрый день. Расскажите коротко про то, что отбывается тут. Ці гэта апошні нядзельны ваш пікет? Ну, нядзельны хіба што так, бо па календары ўжо не будзе на наступных выходных збора подпісаў. Зараз гэта пікет, які мае на мэту салідарнасць з камандамі іншых кандыдатаў, якія патрапілі пад хвалю рэпрэсіяў. Гэтыя рэпрэсіі брутальныя, непрыхаваныя, крымінальныя справы, это все тое, што ўжо давно не было у перыяд збору подпісаў Беларусі. Высновы можна зрабіць адныя, што ўлады разумеюць, які на сёння рэальны рэйтынг у Александра Лукашэнкі, таму вось такія прэвентыўныя захады, не дачакаўшись там этапа рэгістрацыі, каб там мець магчымасць там не зарэгістраваць кагось, і это все будзе. Но тое, што яны пачалі прэвентыўна раней ціснуць, узбуджаць крымінальныя справы, праверкі в обшукі, азначае, што страх вельмі вялікі.
І азначае, што грамадства таксама беларускае прачнулася, бо вось гэтыя чэргі на пікетах, жаданне знайсці альтэрнатыўнага кандыдата, падпісацца, паказаць, што супраць Лукашэнкі ў любой сітуацыі павінен быць іншы прэзідэнт у нашай краіне, азначае, што стаміліся ўжо за 25 гадоў мець аднаго і таго ж прэзідэнта, які проста перастаў разумець, што адбываецца ў Беларусі падчас эпідэміі каранавіруса, проста паводзіўся вельмі настолькі нахабна, што нават, напэўна, той электарат, які раней неяк яшчэ і падтрымліваў, ужо на сёння адвярнуўся. Хутка завершыцца этап збору подпісаў, пятніца 19 числа апошні дзень. Што далей будзе рабіць рух за свабоду, а таксама іншыя вашы паплечнікі па іншых апазіцыйных структурах, якія планы? Рух за свабоду, акцэнт на моцную кампанію назірання. Менавіта вось гэтым мы і зараз на пікетах займаемся, як і казалі, не плануем збіраць подпісы для падачы на рэгістрацыі, але перадусім збіраем дадзеныя тых людзей, якія хацелі б актыўна паўдзельнічаць альбо ў працы камісіі, альбо ў назіранні, бо я перакананы, што калі хаця б 1% актыўных грамадзян дойдзе да выбарчых участкаў, зарэгіструюцца як назіральнікі, адбудуць і датэрміноўку і асноўны дзень, яны змогуць прымусіць камісіі рабіць все па законе. А калі камісіі зробяць па законе, у нас будзе іншы прэзідэнт. Дзякую вялікі. Юрый Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, быў толькі што у нашым жывым эфіры. Нагадаю, мы знаходзімся на пляцоўцы ля Камароўскага рынку. А что, пробачьте? Значит, сейчас идет профсоюзы и департамент охраны труда. Они пишите, звоните, кто незаконно уволены. Значит, незаконно уволили целый завод. Минский завод отопительного оборудования. Значит, в октябре 2018 года Минский завод отопительного оборудования отработал 8 дней и на этом прекратил свое существование. Уволили как? Заключили договор с рабочими на 1 день занятости, приходят на 1 час и уходят домой. И они все повольнялись по собственному желанию. Но самое главное, циничное, что не отдали зарплату людям за октябрь 2018 года. И до сих пор неизвестно, когда будут давать. Вот им надо как-то в уши убить этим гражданцам. Все, видите, что делается? Какое беззаконие творится в Беларуси. Дякую вам за историю. Бачим, люди приходят сюды на пляцоўку да Камароўскага рынку ўжо не толькі паставіць свой подпіс за вылучэнне кагосьці з кандыдатаў, альбо таксама расказаць пра свае праблемы. Ўжо не першы раз за гэтыя нядзельныя пікеты мы бачым такую сітуацыю, калі людзі хочуць проста выгаварыцца, расказаць іншым пра тое, што іх асабіста турбуе. Як я ўжо расказваў, працэдура збору подпісаў афіцыйна будзе спыненая ў бліжэйшую пятніцу 19 чэрвеня. Ужо некаторыя ініцыятыўныя групы пачалі здаваць сабраныя подпісы. Вядома, што ініцыятыўная група Віктора Бабарыкі ўжо каля 100 000 подпісаў здала у выбаркамы. Ведаем таксама, што больш за 100 000 неабходных сабрала ініцыятыўная група Валера Цапкалы. Шэраг кандыдатаў іншых таксама кажуць пра сабраную неабходную колькасць. Ну а паводле дадзеных дзяржаўных СМІ, агучаных прадстаўнікамі ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі, ўжо задзейнага кіраўніка краіны, 1,5 мільёна подпісаў было сабрана. Наступным этапам выбарчай кампаніі стане працэдура праверкі здадзеных подпісаў. Гэтым будзе займацца ЦВК. І далей рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты з выдачай афіцыйных пасведчанняў. І гэта павінна адбыцца да 9 ліпеня. То бок пэўны ось у канцы наступнага тыдня пэўны перапынак у такой актыўнай вулічнай выбарчай кампаніі адбудзецца.
Бачите ви зараз, як відбувається тут збор підписів. Люди можуть прочитати про біографію потенційних кандидатів на таких стендах невеликих. І пакуль гэта ўсё. Паводле выбарчага заканадаўства ніякая агітацыя на дадзеным этапе выбарчай кампаніі яшчэ не дазволеная. Яна будзе магчымая толькі пасля выдачы пасведчанняў кандыдатаў у прэзідэнты. І фактычна сёлета толькі месяц кандыдаты змогуць агітаваць людзей галасаваць за іх. Это з 9 ліпеня па 9 жніўня будзе адбывацца. Як мінімум першы тур выбараў прызначаны сёлета менавіта на 9 жніўня. Падыдзем зараз яшчэ зноў да пікетаў. Найбольш людзей зараз сабралася менавіта вось каля пікетаў, так скажам, традыцыйных апазіцыянераў. Там Ольгі Кавальковай з БХД, таксама Ірася Губарэвіча з Руху за свабоду і Мікалая Казлова з Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Нагадаю, што ніхто з іх не збіраецца здаваць сабраныя подпісы, і далей яны, а таксама іх палітычныя структуры будуць удзельнічаць у выбарах толькі у якасці назіральнікаў, таксама спрабуюць яны трапіць у выбарчыя камісіі рознага ўзроўню. Падыдзем бліжэй, паслухаем, што спадар Губарэвіч расказвае людзям. Ён тут з мегафонам выступае. До альтернативних кандидатів, які сочать за тим, як відбуваються зараз репресії, як переслідують сябрів ініціативної групи Тихановської, як переслідують інших незалежних кандидатів, збирають фальшиві кримінальні справи. Ми, правоцентристські кандидати Юрій Губаревич, Миколай Козлов і Ольга Ковалькова, запрошуємо вас на пікет солідарності. У цей четвер, 18:00, місце проведення буде пляцовка перед филармонией, это неподалеку отсюль. И мы сподеемся, что черга жадающих принять удел в этом пикете растягнется вдоль самого проспекта до площади Костричницкой, до резиденции Александра Лукашенко, до будинка КДБ и до площади Незалежности. Когда столько людей выйдут на улицы у ближайший четверг, это передопошний день сбору подписей, мы продемонструем сегодняшней владе, что людей, громадян, які хочуть перемену в Білорусі, значно більше, ніж тих, хто готовий терпіти і надалі підтримувати готову диктатуру. Ось почули ви про ближайшие планы кандидатов от правоцентристской коалиции. Пикет солидарности нас чекає в ближайший четвер. Зараз ми підійдемо до молодих людей, доведаємося, чого ж хоче молодь на виборах. Добрий день. Живий ефір Радіо Свобода. Можна вам задати які питання? Що ви тут робите? Чому ви сьогодні стоїте в черзі тут? Отдаем свои голоса. Ну, соответственно, голосование не происходит, но отдаем голос, чтобы человек мог участвовать в выборах. А так розумію, за Козлова. Так, а чому не за його? Ну, мы за всех оставляем практически. За усіх 14? А не за всех 14. За всех честных кандидатов. Так. А ділите кандидатів на чесних і нечесних? Чому? Скорее всего, провластных и неправосластных. А за кого не підпишете? За Конопатскую, Черечня, Дмитриева, Лукашенко. О, такий цікавий список. Ну и других, соответственно, из той же области. Ви впершиню ставите підписи за вилучення когось із кандидатів? Раніше удільничали під час виборів? Нет, не удельничали. А чому ви вирішили зараз удільничати? Время пришло. Просто сейчас у Лукашенко электоральное меньшинство, и есть шанс. Если, конечно, людей не запугают, и люди честно посчитают голоса. Ну, соответственно, если честно не посчитают, то люди будут возмущены, и будем по ситуации смотреть.
Скажете про электоральную меньшесть, или по державному телебачению уже рассказали про 1,5 миллиона собранных подписей у Лукашенки. Что вы про это думаете? Ну, это как в анекдоте, и вы тоже говорите, типа, если у вас. Вот и все. А на выборы пойдете голосовать, так? Конечно. А что думаете вось про ператрусу Белгазпромбанку, про магчымы арышт, криминальные справы, точнее, да, Виктора Бабарыки, про арышт Сергея Тихановского. Ведаете про это, что про это думаете? Ну, конечно, знаем и отслеживаем эту информацию. Ну, это заказуха политическая, потому что в том же банке мы знаем, что проводились в течение 20 лет проверки, и все было нормально, а тут, когда их, соответственно, бывший работник начал участвовать в выборах, это началось, соответственно, сама выводы напрашиваются на это, как бы, что это заказуха. И также по Тихановского, там же есть все на видео, и, соответственно, ну, все видно с разных ракурсов. А то, что говорят по телевидению, по БТ, там, ОНТ и других провластных, ну, соответственно, кто заказывает музыку, такую они поют, соответственно. Що, дякую вам. Всього доброго. Так, тут черги. Я бачу тут жонку Миколи Статкевича, який так само зараз відбуває адміністративний арешт. Зараз підійдемо до господарыні Адамович, спитаємо, як його справи. Добрий день, живий ефір Радіо Свобода. Спадарня Марина, розкажіть, що зараз, як справи Миколи Статкевича, ці нешта відомо. Ведаю, що з передачі зараз не приймаюсь, так? З середи, просто з середини дня середи, раптовно у ЦИПі погоршилася епідситуація, вони перестали приймати передачі, абсолютно не пускають адвоката, усі спроби і мої, і інших там батьків, свояків зняволених, от, по так званих політичних. Ні одного адвоката не вдалося туди проникнути за типа епідситуації. Нікому не вдалося довідатися, яким документом регулюється вот эта вот епідситуація. А сьогодні я потелефонувала у ЦИП черговий раз, щоб переконатися, що його визволять завтра. Але дежурний не памятаю, у меня прозвище его записано, сказал, что он не дает такой информации, что меня примушает думать, что варианты любые можливы, тем больше дома у нас уже есть протокол, что, оказывается, заклик Миколы, докладнее кажучи, заклик, який з'явився на телеграм-каналі Статкевич. Закликом його нельзя назвати інформація об тим, що документи на реєстрацію ініціативних груп будуть подаватися тоді-то, і що сяброві ініціативної групи запрошують підтримати своїх вилученців. Так от це, оказується, ну, інше так само заклик, який зробив Статкевич. Ну, от я думаю, що я, мабуть, заведу телеграм-канал Лукашенка і буду там закликати усіх прийти на вулицю. Мабуть, на господара Лукашенко заведуть справу. Маю таке тихе сподівання. Адважныя заявы робіце. Правильно разумею, што заўтра сканчаецца тэрмін зняволення ў Міколы. А калі ён мусіць выйсці, калі можна гэта чакаць? Так, калі мы гаворым пра закон і пра тое, што яго затрымалі, выцягнулі з машыны дзесьці прыблізна ў 11:45-11:48, вот так па часе, то вот у гэты час он павінен выйсці. Але раней у ЦИПе мне казалі, а ўчора яшчэ і прыслалі абвестку з Ленінскага рауса, што ён нібыта затрыманы ў 12:20. Но я зраблю ремарку, что в 12:20 я уже была у Ленинском раусе, писала заяву об выкрадании своего мужа. То бок, як это мне удалось раздвоиться, як Статкевичу удалось одночасово знаходиться у двух месцах. Дякую вялікі вам. Это была Марина Адамович, жонка Міколы Статкевича, які вось адбывае дадзены момант 15-суткавы адміністратыўны арышт. А вы зараз бачыце на сваіх экранах чалавека, які вядзе здымку пікетаў і пляцоўкі перад камароўскім рынку. Вось праз вуліцу ён знаходзіцца і адтуль так здалечыні здымае. Ну, гулам нельга сказаць, што тут вельмі шмат зараз прадстаўнікоў міліцыі, праваахоўных органаў, ну, прынамсі, людзей у форме. Так скажем, я тут сёння шмат не бачу. Іх значна менш, чым тыдзень таму, калі тут адбываўся такі вялікі пікет, і было шмат намётаў ініцыятыўнай групы Святланы Тихановскай.
Ось сёння паўтаруся іх няма і людзей тут значна менш, таму магчыма і супрацоўнікаў міліцыі таксама менш. Ну, прынамсі, аўтазакаў побач тут не было заўважна. Бачу толькі некалькі мікрааўтобусаў з цанаваным шклом. Вось. Гадаю, што падчас пікетаў тыдзень таму тут адбываліся затрыманні, і на нашых вачах таксама гэта адбывалася. І Павел Севярынец, які выступаў, быў затрыманы пазней каля свайго дома. Ну, сёння пакуль тут все спакойна і ніякай інфармацыі пра затрыманні няма. Калі нешта ёсць, то рэдактар трансляцыі мне раскажа, а я вам паведамлю. Ось бачыце вы пікеты Валеры Цапкалы, Віктара Бабарыка. Тут такія невялікія адносна чэргі. Зараз падыдзем да людзей, якія падпісваюцца за Віктара Бабарыку, паразмаўляем пра апошнія падзеі вакол яго ініцыятыўнай групы. Добрый дзень. Добрый дзень. Ці можна вам задаць некалькі пытанняў? Зараз пачакаем. Так, пачакаем, пакуль людзі падпішуцца. Нагадаю, што ў чацвер з раніцы супрацоўнікі Департамента фінансавых ориентиры ваши описаны. Я имею в виду телефон или еще что-то делать. Прабачце, зараз заняты, можаце знайсці кантакты ўсе Радыё Свабода. Из России. У нас там мегафон, я еще не знаю, какие здесь. Можете нас на сайте свобода.орг, калі хацелі б до нас звярнуцца. Нет никакого сайта. Вы можете вопросы написать? Там как, допустим, Прабачце, зараз заняты, не магу зараз з вами. и славу приобрели. Не желаете славы? Добрый дзень. Можна задаць вам некалькі пытанняў? Радыё Свабода, жывы эфір. Вы стаіце ў чарзе падпісацца за... Я уже подписался давно. А за каго? За Бабарыку, за Цыпкала, за Тихановского. Скажыце, што вы думаеце пра гэту сітуацыю з піратрусамі, обшукамі ў Белгазпромбанку і таксама ў сяброў ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі? Это же все смешно. В это же никто не верит. В банке нашли деньги, за деньгами нашли диван. Ну, это, читайте все эти комменты. То есть, то, что мы имеем уже 26 лет. И продолжаем иметь. Мы имеем, нас имеют. Ну, вот такая ситуация. Але вы сёння сюды пришли, подставили подпись? Я аж поставил уже все подписи. Я за продуктами пришел. Но вот вышел глянуть, какая тут ситуация. Будем надеяться, что все пройдет более или менее в рамках законности. Это же единственная надежда, что все пройдет более или менее в рамках законности. Ну, плюс-минус там поправки на нашу действительность. А як вы думаете, все пройдет? Что? А як вы думаете, все пройдет? Понимаете, роль случая в истории никто не отменял. Столько было всяких неожиданностей, и хороших, и плохих. Пока не надо терять оптимизм. Дякую вам великі. Так, бачым, не так шмат сёння ахвотных падпісацца. Магчыма, ўжо ўсе ахвотныя. Проста мінулыя дні, мінулыя выходныя падпісаліся альбо на іншых пікетах. Вот даволі шмат у таго ж Віктара Бабарыкі пікетаў па Мінску, там каля 15, калі не памыляюся, ў розных частках гораду. А вы выключите, пожалуйста, я хочу вас спросить, можно? Нельзя? Так, тут люди со сваімі справамі, гісторыямі таксама падыходзяць да нас увесь час. Бачна, што вялікая колькасць праблем у жыхароў Мінска назбіралася. Простите, президенту
Лукашенко. Можно мне речь? Почитать. Только именно для него. А- Я борюсь уже целый год, я никак не могу. А что у вас? Ну, можете нам Только вы аккуратно. не включайте. Я так... Не, у нас уключено весь час. Включено. Так. Я очки одену, я не вижу. Ну, коротко вы можете нам рассказать, что у вас... Я только начало вступления скажу, почитаю, потому что наизусть я это не могу. Александр Григорьевич, уважаемый, я к вам пишу уже 8 писем написала в администрацию президента. Никто меня не может услышать. Вы мой президент. Я вам только верю. Я законопослушный гражданин. С вами, главой государства, трудно связаться. До вас не достучаться. Письма не доходят. Прямой линии общения со мною у вас нет. Может, сейчас вы меня услышите и дадите мне правильный и справедливый ответ и разберетесь в моих вопросах. Все годы правления у власти я голосовала только за вас и ходила на выборы только за вас. Поддерживала вас. Я частный предприниматель. Я обслуживала ваши буфеты по просьбе Первомайского располкома. Когда были выборы, я всегда была впереди. Всегда ваши выборы обслуживала. Делала дешевле цены на фрукты. И мне очень нравится, как вы ведете политику и сельское хозяйство нашей страны. Мое мнение такое, что все руководители правительства так болели, как вы, за нашу страну, которая процветает с вашей поддержкой и любовью к своей Беларуси. Я желаю вам и поддерживать и любовь к своей Беларуси. Я желаю вам крепкого здоровья, и чтобы вы правили нашей страной до тех пор, пока у вас будет силы справедливо справиться с этой трудной работой. 100 лет вам жизни. Я вас очень люблю и восхищаюсь вами, как руководителем нашей страны. Посодействуйте в оказании помощи справедливой и честной в соответствии на восстановиться на свое прежнее место работы или дать точку в Первомайском районе, так как у меня была уже точка в Первомайском районе, вытянутая в 2008 году на аукционе. Но в связи с моей болезнью, онкологию у меня нашли. Я отказалась от этой точки и осталась сидеть на Уручинском рынке, торговать одна, так как у меня не хватает пенсии на прожитье. Пенсия маленькая. Эту точку я отказалась и осталась сидеть на Уручинском рынке. На Уручинском рынке было все хорошо до тех пор, пока не пришел молодой директор рынка, зять Зеленой Зинаиды Михайловны. Он с меня тянул, я все платила, давала ему, на все уступки шла. Но когда у меня кончились деньги, ему лично платить по 400 рублей за арбузы, за дыню, за черешню, он поставил свои точки. Взял азербайджанца Захара, и он стал на него работать 30 на 70. Мы, предприниматели честные, которые всю жизнь платили налоги государству, вам, президенту, он нас всех выгнал с рынка. Сейчас я в данный момент ни одного зуба нет во рту. У меня все удалено. Мне 60 лет. И мне никто, Мингорсполком, никто не может предоставить место. Я без работы осталась за 170 рублей пенсии, что он дал. Как можно дальше жить? Я вас очень прошу, Александр Александрович, разобраться в моей трудной ситуации и поставить правильную точку над моим вопросом. Я за вас сколько лет борюсь. А что он делает? Коррупцию развел самый на этом Уручинском рынке молодой. На Канары каждый год 3-4 раза. Квартиры по 5-6 купил. За что? 33 года директору пришел. А мы, старики, уже им не стали нужны. Я вас очень прошу, Григорьевич, рассмотрите мое предложение, мою жалобу. Больше надежды ни на кого, только через телевидение к вам, потому что письма к вам не доходят. Дают отписки, идите туда-сюда, на другие рынки отправляют, на Ландера, на Серебрянку.
На каком основании, если я проработала на этом рынке 22 года, платила, чтобы дал место мне директор Подолицкий Дмитрий, $1000, крышу, что поставила, $500. Я клянусь, я прошу, на детектор лжи садите меня, его и всех, которые там работают, пускай подтверждают. Меня никто ни разу не вызвал никуда, только пишут письма. У него нарушения нет, а у меня нарушение есть. Письмо приходит, вы закрыты. На каком основании я закрыта? За что, спрашивается? То, что директор получал каждый раз с собой от меня. А чому ви думаєте, що Олександр Лукашенко ось може вам допомогти? Почему? Потому что он президент. А кто разберется, если только не он? Кто? Потому что Мингорисполком никто не разбирается. Уже все. Все. Он только должен разобраться. Кто должен бедным людям помочь? Кто? Вы мне скажите. Только президент. Але керівництво Мінгарвиконкама... Ничего, ничего. Отписки дают. Идите на другой рынок. Идите на другой рынок. Почему я должна идти на другой рынок в 61 год на другой рынок? На каком основании? Где закон, если я проработала на этом рынке столько лет, а? Где эта справедливость? Где можно добиться? Я уже писала, что пойду на СТВ, на все. Я уже второй раз здесь. Первый раз я только сказала, что коррупция. Я ничего не сказала, потому что, неграмотно, может, говорю. А сейчас я написала. Але керівництво Мінгарвиконкама так само призначається керівником країни Лукашенко? Я письма к нему не доходят. Мингорисполком приходит, они на наш рисполком Первомайский. И все, ответ, идите на другие рынки. Директор мотивирует тем, что это частный рынок, это его земля. Он выкупил. Так за какие деньги ты выкупил 33 года? А ви на виборах знову будете підтримувати Лукашенко? Я все время только за него. Я все выборы обслуживала его. Я предприниматель, овощами торгую. Я всегда везде. Чому ви завжди за Олександра Григорьевича? Потому что он мне ничего плохого не сделал. Но вот как год он мне сделал, и мне мою просьбу он не удовлетворяет. И никто меня не вызывает. Почему не допрос не вызывают? Пускай вызовут его, меня, директора. Пускай он забрал подписи со всего рынка. Какие подписи? Все, которые боятся место потерять своего. А я нет, я не боюсь, мне терять нечего, потому что неизвестно, сколько мне осталось жить. Год, два, а может день. А чому ви прийшли ось менавіта сюди? Тут збираються... Я ходила, искала, где его пикеты. Я ходила еще не на восток. Я ездила в город Рига, думала, там пикеты. Нет там пикетов, только здесь один пикет. Один раз я была здесь на этом пикете. Я только сказала, что коррупцию развели в Первомайском, Мингорисполкоме. А к Лукашенко никто не может достучаться. Только он может один решить этот вопрос. Все, я вас очень прошу, Александр Григорьевич, рассмотреть мою просьбу, вызвать и разобраться в моей ситуации. Все, спасибо вам большое, что выслушали меня. Правильно сказали, что это не рассматривают письма. Никто. Все Меня было послано на Лукашенко в 17 году, в мае месяце. Я вас прошу, И в июне месяце ни на одно письмо ответа не получил от Лукашенко. Вот так. Ви голосували за Олександра Григорьевича? Нет, я последний год не голосовал за него. На последний год по работе собирали подписи, но я не расписывался за него и не голосовал, вообще на выборы не ходил, потому что это бесполезно. Все мои требования к нему были. А чому думаете, что это бессенсовно тут робить? Ее надо сначала убрать. Не могу сказать больше. Нет. Ясно. Дякую вялікі вам. Знаходимося ми по-ранейшаму на пляцоўцы перад камароўскім рынкам. Адбываюцца пікеты па зборы подпісаў. Ось бачылі, мы прыхільнікі дзейнага кіраўніка краіны таксама сюды прыходзяць са сваімі праблемамі, таму што не могуць знайсці пікеты па зборы подпісаў за Александра Григорьевича. Хаця ось некалькі тыдняў таму мой калега Антон Трофімович знайшоў такі пікет на пляцоўцы ля гандлёвага цэнтра Данной Молы. Відэа з гэтага пікета можаце паглядзець нас на канале. Шмат уражанняў атрымаеце. Увогуле на нашым канале на YouTube усе наши трансляцыі захоўваюцца. Таксама там ёсць нашы сюжэты, прысвечаныя выбарчай кампаніі, іншым праблемам. Падпісвайцеся абавязкова на наш канал і усю актуальную, хуткую, жывую інфармацыю будете атрымліваць просто в режиме онлайн. Там можна на звоночак націснуць, тады просто вам паведамленне будзе прыходзіць літаральна у момант пачатку нашых стрымоў альбо момант з'яўлення новага відэа. На наших сацыяльных сетках таксама шмат інфармацыі выбарчай з'яўляецца, і трансляцыі праходзяць.
Подписывайтесь абавязкова свае навіны, калі нешта цікавае будете ведаць, паведамляйце у наш телеграм-канал. Зараз яшчэ паразмаўляем з кімсьці. Вось, бачу. Добрый дзень. Скажите, у вас такая прыгожая маска. Так, сами пошили это? Да, я специально пошила против Лукашенко, чтобы он злился больше. А это ж супраць коронавируса такие маски, а у вас еще и супраць кіраўніка краін? У него. Я с такой маской против него. А чему у вас такая вот нелюбовь? Жизнь такая, потому как я вырастила 3 детей. Я получила инвалидность, я работала на стройке. Была 2 группа, он ее снял на 3-ю, вот, и ничего не дает. Потом за квартиру приходится платить, которую он не давал. И мне очень тяжело, я растила 3 детей. У меня дочка инвалид детства, проработала всю жизнь, квартиры не получила. Вот, и все, поэтому я против него. Живе Беларусь. А калі вы супраць яго, то, магчыма, вы за некага конкретнага будете тут кагосьці падтрымліваць? Нет, ну я как бы сказала, что за всех, кроме его. Як думаеце, вось сёлета выбары будуць адрознівацца ад выбараў, якія ў 15-м годзе былі, ў 10-м? Надеемся и хотим, чтобы они отличались от всех выборов, которые были всегда. Фальшивые, фальсификации. А што вы думаеце вось пра затрыманні сяброў ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай, яе мужа Сергея Ціханаўскага, пра праблемы у Віктора Бабарыкі? Я хочу, чтобы он и его же семейка оказались на этом же месте, где сейчас находятся Тихановский и все остальные. Так. Дякую вам за ваше меркаванне. Самого худшего я ему желаю, больше ничего. Дякую вам. Чарга утварылася. Тут да пікета Миколая Козлова она стоит. Добрый день. Пару слов сказать. Так, а что вы хотите рассказать нам? А что вы хотите рассказать? Сказать хочу вот этой обстановке всей. Добро. Сейчас у нас происходит. Ну, я вот уже живу почти 70 лет на свете. Я первый раз услышал с экрана, не первый раз, а вот за все это время, такую к себе отношение такое хамство такое. А что менавіта вы маете на увазе? Что вас раззловало? Ну, как относится наш президент к своему народу? Это вообще, ну я столько пережил президентов и правителей. Это вообще... А ранее такого не было? Это упершыню? Такое было. И Брежнев, и Хрущев, и кого только я не пережил. Но все как-то относились к своему народу с таким уважением, с такой добротой. А здесь прям, ну как это же самое, президент этот. И вот он себя окрестил батька. Мой батька. Или ваш батька я. Вот я своего батьку, я горжусь своим отцом. Честное слово, так горжусь, что в 17 лет мой отец ушел добровольцем на фронт. Закончил войну с японцами. То есть в 1994 году он голосовал за Лукашенко. Я понимаю, хотел перемен, хотел что-то, каких-то самых. И потом он понял, что это все брехня, это все вранье. И мой отец ходил и против Лукашенко. Когда ему соседи говорили, смотрите, а то вас заберут. Он говорит, да вы что, я на фронте не боялся, там стреляли, там убивали. А я буду в своей стране бояться такой жизни. Да это смешно прям. Я матерью своей горжусь, которая в 14 лет ушла точить по 16, во время войны, по 16 часов работая за станком. Чтобы победила наша страна, чтобы было все. А здесь такое безобразие творится, ну что это такое? И вот наш президент Григорьевич говорит, что его мать учила не врать. Говорит все честно. Ну почему он честно не выйдет к народу и не скажет, народ, то-то, то-то, то-то. Спрятался за этими охранниками, за своими, и оттуда брешет на народ. Ну разве так можно? Я не понимаю этого. Ну, выйди к народу, скажи, ребята, вот такая жизнь, вот это, все, мы поймем. И будет все хорошо в жизни. Нет. Что вы... Стрелять, грозиться, это вообще беспредел полный. Я вот тоже, меня отец учил, ну, быть честным. И я всегда был честным, всегда старался нарушать закон. Только все. В армии служил, когда война была с этими арабами
Я первый записался в группу «Кавказ», чтобы пойти на войну туда. Ну, не попало. Потом в Чернобыль попал. Полгода в Чернобыле был. Кучу болячек заработал. Щитовидку мне вырезали. Все, ну, забрал все льготы, сказал, что я вот туда не посылал. Ну, хорошо, не посылал. Надо тебе льготы, забирай ты их. Не надо мне эти льготы. Ну, все, я не могу. Прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех. Но только не за этого человека. А што вы думаеце пра крымінальную справу супраць Сергея Тихановскага, пра ператрусу Белгазпромбанку? Так, нечестность такая. Ну, такой, ну, что творит человек, ну. Ну, ты же президент, ты же такое лицо. На тебя весь мир смотрит, весь мир на нас думает, что мы такие все здесь живем. Беспредельщики какие-то. И про этот Майдан. Хоть я ни одного не слышал человека, ни одного, кто сейчас баллотируется, чтобы он про этот Майдан говорил. Все же только за честные выборы. Один наш президент только про этот Майдан тридит. Так что про него говорить, про этот Майдан? Никто не собирается на Майдан. Никто не хочет здесь дестабилизировать обстановку в этой стране. Мы живем, мы мирные люди. Я прям вот смотрю на белорусов, мне аж душа обливается. Ну, такие хорошие люди все. Ну, почему это так творится, не знаю. Ще хочу спитати, ці пойдете 9 жнивня на вибори, ці будете голосувати? Я пойду на выборы, конечно. Ну, если они будут честные, справедливые, так, ну, почему нет? Ну, А як ви думаєте, вони будуть справедливими? сколько лет их не было честных выборов и не будет. Если бы честные выборы, вот выберут его народ честно, только честно, все. Я свои слова засунул так глубоко и буду честно жить и верить этому президенту, что он будет. Но если опять вранье это, ну это уже беспредел полный. Не знаю я. Так что... Дякую велике вам. Працягваем нашу трансляцыю з пляцоўкі ля Камароўскага рынку у Мінску. Вось вы бачыце, што месца просто зараз на ваших мониторах, дзе раней праходзілі пікеты подпісаў за Святлану Тихановскую. Зараз тут пуста, тому што, ну, вядома, Святлана спыніла збор подпісаў за сваё вылучэнне у Мінску, у абласных цэнтрах. 3 дні, гэтыя выходныя, тут і пікетаў няма на сувязі з ціскам, які аказваецца на ініцыятыўную групу. Нагадаю, што 10 чалавек па крымінальных артыкулах знаходзяцца зараз в СІЗА. Так само прыкладна такая ж колькасць па адміністратыўных артыкулах адбываюць пакаранне, так званыя суткі па ўсёй краіне, не толькі ў Мінску, таксама ў рэгіёнах. Вось бачым тут уже людзей з гітарамі, некаторыя падыходзяць, тут такі невялічкі канцэрт. Зараз мы будем зробім невялікую замену. Мяне зменіць на пляцоўцы ля Камароўскага рынку Александра. Александра працавала тут на самым вялікім пікеце 31 траўня. Это тыя самыя знакамітыя кіламетровыя чэргі. Я Александра спытаю ўражанне ад сённяшняга, ці можна параўнаць з тым, што тут адбывалася 2 тыдні таму. Я поглядела пачатак стрыму. Добрый день, дзякую усім вялікі за тое, што вы нас глядзіце. Я калі сыходзіла на Ютубе, было з дому сыходзіла на Ютубе паўгадзіны таму 14 000 чалавек, недзе 500 чалавек глядзяць на Ютубе. Просто дзякую вялізны асабіста кожнаму, хто глядзіць. Алесь уже заклікаў подписываться, подписывайтеся на наши каналы. Якія ўражанні? Людзей, канешне, менш, чым гэта было ў першую нядзелю, калі збіралі подпісы, калі тут кіламетровыя чэргі стаялі. На наступную нядзелю таксама вельмі шмат людзей сабралася. Цяпер я вот адмыслова падышла да назіральнікаў, спытала, колькі чалавек. Яны на 13 гадзінаў налічылі 230 удзельнікаў вот таких вот актыўных, тому што тут шмат людзей яшчэ прыходзяць на рынок, просто вот назіраюць за тым, што адбываецца. Але што мяне ўразіла таксама, яны кажуць, што на гэтыя 230 чалавек яны налічылі больш за 40 супрацоўнікаў у цывільным. Вот тут вот паўсюль, вот на гэтай пляцоўцы, у дварах, ну гэта сапраўды ўражвальная лічба, калі Беларусь уваходзіць у лік краінаў з найбольшай колькасцю праваахоўнікаў на кожнага цывільнага чалавека, то вот на гэтым прыкладзе, на адным такім маленькім пікеце пару чалавек прыйшло паставіць подпісы пад таго чалавека, які яны хочуць падтрымаць на кандыдатуру у
у прэзідэнты, а столькі вот выйшла таксама прымусова пад загадам, выйшла сюды праваахоўнікаў. Вот гэта мяне сапраўды пакуль што гэта самае галоўнае, што мяне ўразіла. Я думаю, камароўскі рынок зараз увогуле першае месца по гэтым паказчыку ў свеце можа утрымліваць. Самае бяспечнае месца, пэўна. Да, напэўна, гэта рэкорд. Камароўскі рынок у Беларусі, у Менску мае найбольш праваахоўнікаў на квадратны метр. Так. Што яшчэ цікавага адбылося? Раскажы, Алесь, на што звярнуць увагу падчас стрыма? Вельмі шмат людзей, якія проста прыходзяць сюды пагаварыць. У мяне такое ўражанне. Гэта было ўжо тыдзень таму, і зараз людзі хочуць расказаць, што іх турбуе, і хочуць расказаць таксама, што яны будуць удзельнічаць у выбарах сёлета. Гэта такая незвычайная рэч, ніколі такога не здаралася. Дзякуй вялікі, Алесь Пілецкі. Будзем працягваць наш стрым. Як па мне, то гэтая чарга такая ўжо досыць вялікая. Я нават не ведаю, да каго стаяць гэтыя людзі. Усё буду наноў глядзець, хто далучыўся наноў. Да вас будзе таксама новая цікавая інфармацыя. Мы на Камароўскім рынку, гэта цэнтр Менску, і тут, напэўна, гэта апошні такі вялікі дзень, калі некалькі пікетаў сабраліся на гэтай пляцоўцы і збіраюць подпісы у падтрымку прэтэндэнта у кандыдаты ў прэзідэнты. Подпісы можна збіраць да 19 чэрвеня. Тое, што людзей не так шмат, апраўдана, ёсць два важныя фактары. Па-першае, Святлана Ціханаўская заклікала не праводзіць пікеты ў нядзелю. Яна спаслалася на тое, што ёй пагражаюць, ёй паабяцалі, што будзе кроў пралітая на пікетах. І таму яна заклікала сваіх прыхільнікаў быць вельмі асцярожнымі і пікеты не праводзіць. Менавіта яе пікеты збіралі найбольшую колькасць людзей, і вот это да яе выстройваліся гэтыя вялікія чэргі. Давайте будем хадзіць, каб проста не стаяць на адным месцы, а я заадно распавяду, якая другая прычына. Другая прычына надзвычайная. Адразу, як толькі гэтыя чэргі сталі збірацца, і простыя людзі, і аналітыкі адзначалі, што гэта ўпершыню першыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, калі людзі становяцца ў чэргі, каб паставіць свой подпіс не за Александра Лукашенко, за альтэрнатыўнага кандыдата. І таких прэтэндэнтаў было зарэгістравана 15 на гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Олег Гайдукевіч ужо зняўся з выбараў, а вот іншыя прэтэндэнты, шмат хто з іх ужо заявіў пра тое, што яны сабралі сотні тысяч подпісаў. Напрыклад, Віктор Бабарыка, пікеты чые тут ёсць. Апошняя лічба, якую я бачыла у іх афіцыйна у сацыяльных сетках, гэта 335 тысяч, а сёння ўжо ў Фейсбуку бачыла, што казалі, што пад 400 тысяч. Прычым гэтая група сказала, што ўжо аддала у выбарчыя камісіі 75 тысяч подпісаў. А я нагадаю, што для таго, каб прэтэндэнт быў зарэгістраваны, яму трэба здаць больш за 100 тысяч якасных подпісаў, то бок дакладна правераных, і якраз такі група Віктора Бабарыкі вот гэты час плануе скіраваць на тое, каб праверыць гэтыя подпісы, і каб кожная з гэтых 300 і больш за 300 тысяч, якія яны сабралі, была якасна. У ёй не было памылак і былі правільна аформленыя падпісныя лісты. Таму што такога кшталту прэтэнзіі да падпісных лістоў гэта асноўная падстава для Цэнтральнай выбарчай камісіі, каб не рэгістраваць кандыдата. Таксама вялікай колькасцю подпісаў, больш за 100 тысяч, пахваліўся і іншы прэтэндэнт, стваральнік парку высокіх тэхналогій Валер Цапкала. Это такія, напэўна, два галоўныя прэтэндэнты, канкурэнты Александра Лукашенко. І, відаць, па тым, як адрэагавала ўжо беларуская ўлада на іхную актыўнасць. Вот, напрыклад, супраць сяброў і былых калег Віктора Бабарыкі ўжо заведзеная крымінальная справа. Ну і цікавы момант, які трэба абавязкова ведаць людзям пра групу Святланы Ціханаўскай. Вельмі шмат сяброў. Я невялікая група, по-моему, трошкі больш за 200 чалавек. І вот гэтыя 200 чалавек збіралі подпісы па ўсёй краіне. Асаблівасць беларускага выбарчага заканадаўства ў тым, што здаць сабраныя подпісы у Цэнтральнай выбарчай камісіі могуць толькі выбраныя людзі, якія былі адмыслова пазначаныя ў гэтых спісах ініцыятыўнай групы. Дык вось у Святланы Ціханаўскай так атрымалася, што большасць з гэтых людзей былі затрыманыя. Супраць Сергея Ціханаўскага заведзеная крымінальная справа і 9 яшчэ ягоных паплечнікаў.
І таксама па ўсёй краіне затрымлівалі сяброў ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай. От вынікам гэтага затрымання стала тое, што вельмі мала засталося тых людзей, якія могуць здаць сабраныя подпісы, а мы ўсе бачылі, што за Святлану Ціханаўскую людзі падпісваліся вельмі актыўна. Так вось учора стала вядома, што Святлана Ціханаўская сама паедзе па ўсёй краіне, каб паспець гэтыя подпісы пазбіраць. Гэта будзе такое надзвычайнае падарожжа, вельмі адчайны крок з боку гэтай жанчыны, ну, прыблізна такі крок, які яна ўжо зрабіла аднойчы, калі Сергей Ціханаўскі быў затрыманы, а Святлана Ціханаўская быў затрыманы. Цэнтральная выбарчая камісія вырашыла яго не рэгістраваць ініцыятыўную групу, а Святлана Ціханаўская пайшла ў цэнтральную выбарчую камісію і зарэгістравала ініцыятыўную групу на сябе. Вот малады чалавек. А можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры Радыё Свабода? Вы стаіце падпісацца за каго? За Козловского. За Козлова. За Козлова, да. А чаму менавіта за яго? Ну, тому что он супраць Лукашенко, я так само его лишу позицию правильную. Мне Лукашенко уже опротивил за столькі годов. Ніколі за яго не голосовал, не збираюся. Хочу, каб тут что помянялося в Украине, каб стало на демократичные рельсы. Ну, тому я здесь. Так а что вас у вашем житті не задовольняет? Вот мы были на пикете за Александра Лукашенко. Там молодые люди кажут, что вот у нас стабильность, мирная Беларусь, нема войны. Нема у нас ни стабильности, ничего. А война йде з народом. Ось і все. Тому я хочу, каб його тут не було більше, каб нехто був другий. А чому ви думаєте, що він винуватий у гэтым? Ну а хто же ще? Тільки він винуватий, собрав тут, банду, С 96-го года тут начал, проследовать всех. Короче. Скажите, вот шмат претендентов сёлета и уже супраць двух такие актыўныя дзеянні вядуцца. Сергей Ціханаўскі у турме, кіраўнік ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай прэтэндэнткі, а у Віктара Бабарыкі ў банк прыйшлі з обшукам, які ён узначальваў. Гэта што для вас азначае? Это беспредел, короче. Бандитский, беспредел. Чым захочется гэтай справы, як вы думаете? Закончится это Майданом. Лукашенко не любит этого слова, но я думаю, что так. Інакше ніяк не атрымаецца. А яшчэ за кагосьці падпісваліся вы? Народ прачнецца, тады ось. А гэта і будзе. А яшчэ за кагосьці падпісваліся? Буду подписываться. Я уже засыпкала за Бабарыку, сейчас буду зараз за Козлова подписываться. И всем кажу, как так само подписывались. Не были абыяковыми, не сидели на диванах. Дякую, вялікі, прыгожая маска у вас. Я старался. Незвычайнасць гэтай выбарчай кампаніі. Вы хочаце штосьці сказаць? Слово «Майдан» немножко неправильное слово. Это вообще, в принципе, народ свободно собрался, а власти стреляли у него. Ну, то есть, если Лукашенко угрожает стрелять в народ, то слово «Майдан» как бы неуместно. А вы сур'ёз успрынялі гэтае слово Александра Лукашенко, калі ён сказаў, што нагадае пра падзеі? Если он это сказал всем, то это ж, наверное, серьезно. Если мы выйдем на улицы, то нас просто начнут расстреливать. И расстреливать власть. Это ненормально. А подписываетесь, я бачу, стоите на пикете за Козлова? Да. Что за кагосьці? За Бабарыку уже подписался. Ну, в принципе, вот Козлов сейчас второй получается. Хотел за Тихановскую, точнее, но проблемы, нету пикетов сейчас. А в больших очередях боялся стоять, в связи с обстановкой в городе Минске. А скажите, вось гэта ўжо 6-е выборы будуць, і, в принципе, 4 з іх ужо сканчаліся вельмі прадказальна. Вот на гэтыя выборы вы на што спадзяецесь? Что они тоже кончатся. Так само, як у 2015 году, у 2010? Нет, они просто кончатся. Нас уже, могу как бы так скептически сказать, благодаря нашей белорусской прессе, вроде бы как белорусов получается 500 миллионов. Если 3% уже проголосовало за.
И они озвучили, что 1,5 миллиона этих 3%. Ну, я не понимаю. То есть, Гэта вы маеце на ўвазе, што паводле... начались как начались. Добра, дзякуй вялікі. Гэта стаіць чарга падпісацца да пікету Мікалая Казлова. Ён выканаўца абавязкаў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. А можна да вас звярнуцца? У жывым эфіры Радыё Свабода. А вы з намі размаўлялі? Гэта можа быць? Не, другой мужчина. А з Радыё Свабода не размаўлялі? Дык раскажыце нам, як вы жывеце. Ну як живу? Слава Богу, вышла на пенсию, внуки есть. Но самое главное для человека. Задоволеныя вы пенсіяй? Ну, пенсия, я работаю, так это большая поддержка. Вот. А если одна пенсия, так сами знаете, во-первых, и болеем часто. Вот. Ну, а так что больше могу сказать? Хочется и детям помогчи. Що діти не можуть самі заробити? Може. Вот, дочка у мене учителькою робить. Вот, у школі. І ще в частному центрі подрабатыває. Вот. Ви ж самі знаєте, які тепер у нас гроші. Ну, поэтому, пришла подписаться. Вот. За всех подписала еще. Дай ты Бог, чтобы, как говорится, у нас в дальнейшем лучшая жизнь была бы. Чтобы спокойно мы ходили по нашей земле, не боялись ничего сказать, не боялись, что мое дитя пойдет в школу. И, говорится, если у кого-то больше кошелек у родителя, как дочка у меня училась, значит, ее по математике 10 ставили, хоть она хуже училась. А моей дочке ставили 6, ее и так сойдет. Потому что я простая работница, а у ее ИП мама была. Ну, что больше скажу? А за Олександра Лукашенко підписувалися? Ні. Один раз я за його голосувала, а так цього года не хотела. Это мое личное ожидание. Поэтому так. А задоволені ви своєю пенсією? Як вам живеться? Як живеться? Слава Богу, что мир на земле самое главное. И хочется, чтобы он дальнейший был бы мир, спокойствие. Люди наши спокойные, трудолюбивые. Вот. А что хочем лепшего будущего, так я думаю, это у каждого человека эдакамара. Мы ничего кепского никому не робим, а тем более живем у центра Европы. Все. Дякую вам велике. Вот такое спокойное меркование. Дякую. Спокойное меркование. Можно до вас подвести? Давайте. Подписались за одного кандидата? Будете за всех. Вот иду прям, как начала с самого начала, так вот сюда подошла уже. Я трошки зраблю коментар, тому що гэта сапраўды асаблівасць гэтай перадвыбарчай кампаніі. Людзі стаяць у чаргу не каб за одного кандидата подписываться, а подписываются за ўсіх, апроч некаторых. Вы за кого не подписывались? За нашего любимого президента. Чему? Может, пикетов не было? Просто не могли знайти, где подписаться? Пикет я видела, я смотрела все ваши трансляции. Естественно, на Даномол я бы не поехала ради такого случая. Я работаю не в государственном учреждении, поэтому, слава богу, меня никто не заставляет подписываться, я могу свободно выражать свою позицию. Почему вы думаете, что кого-то заставляют? Да, то есть уже когда началась кампания, это предвыборная, мама, например, работает в школе в сельской местности Могилевской области, я сама не из Минска, а из Могилевской области, стали уже ходить и просить подписи за президента, но мама отказалась, и не буду врать, не стали заставлять. Пока что, не знаю, как сейчас, поэтому я и говорю тоже не подписываться. А вы чаму за Миколая Козлова и якіх пераменаў хочаце, калі б, напрыклад, ён стал президентом? Хочется свободы слова, действительно то, которое когда-то было введено в государстве ВКЛ, да, где первая появилась Конституция, а сейчас у нас ничего. Да, то есть тех прав, чтобы не было такого, что люди выходили спустя 26 лет и прям рыдали, кричали в прямых эфирах. То есть хочется действительно, чтобы права человека соблюдались не на бумаге, а были в действии. И чтобы у людей не было такого, у стены есть уши, говорить мы можем только на кухне, и то тихенько, и то со своими, кому доверяем. То есть так не должно быть, и я считаю, что у нас должны быть реформы во всех отраслях. Я сама работник сферы образования, я
поработала 1 год в Могилеве в университете продовольствия, и просто я вообще не въехала в эту систему, честно. И если в эту систему не въезжаешь, то ты в ауте. Что вам там подалось дивным? Что бы вы поменяли? Пропоновали поменять? Знаете, там нету свободы мысли. Если ты не подходишь вот под эту как-то в рамки их мировоззрения, мышления, да, то значит ты лишний, и ты становишься изгоем, и все поборы, и снятие денег за субботники, куда они идут, эти деньги? Просто сообщают, что сняли столько-то денег за субботник, потому что я хочу пойти и действительно поработать на улице, откуда я знаю, куда идут эти деньги. То есть хотелось бы, конечно, чтобы в образовании, чтобы не было такого, что в педагогику идут люди, у которых проходной балл в педе, в танка, да, 100 баллов. Это потом эти люди будут учить моих детей, других детей. Зачем? Не хочется, чтобы ты приходил в больницу, что у нас все люди не хотят идти в больницы, потому что если конкретно, серьезно ничего не болит, то люди тогда стараются не идти, потому что больница – это негатив. Я не говорю, что медработники плохие, я говорю, что система сделала людей злыми. Вот, и поэтому я считаю, что реформу нужно везде. Взять те колхозы. Я прожила в деревне 10 лет в Могилевской области, и я знаю, что, да, я была ребенок, я многого не понимала, но то, что было тогда, и то, что было сейчас, мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс по всем областям. То есть так не должно быть. И не должно быть такого, что кто-то на чужбине ищет своей доли, да, когда здесь не дают высказаться. Или... Вот хотела у вас запытаться, шмат молодых людей, кажуть, з'їжджає з Беларуси. Вы хотели съехать, думали? Да, конечно, я думала об этом. Я сама когда-то ездила в Штаты, работала на лето. Если честно, я жалею, что я вернулась. Но я была достаточно сумленная. Я хотела закончить университет и отработать, потому что деньги такие платить нет у моей семьи. Вот. Но я пожалела, что я вернулась. Это правда, и поэтому хочется перемен. Хочется, чтобы люди не уезжали и не высказывались где-то там, а выходили спокойно, высказывались здесь. Вот. И чтобы имели право действительно голоса, а не то, что везде просто затыкают всем рты, и люди боятся, лишь бы там эти несчастные 200 рублей. Я пришла 1-й год, и моя зарплата преподаватель в университете 290 рублей. Мне несложно было 5 лет учиться, но я не считаю, что это достойная плата труда. И сейчас ситуация с коронавирусом, мне кажется, вообще все показала, то есть пробила дно, серьезно. Ну, то есть вот эти вот бредни по телевизору, которые рассказывают людям, ну это же вообще, ну как так может быть, что врачи, вот моя мама лежит сейчас в больнице с подтвержденным ковид-результатом, и когда она приходила к врачу, 2 недели на больничном была и говорила: может, мне все-таки тест нужно сделать? И врачи говорят: я вас понимаю как человек, но не положено. То есть не положено. Положено, если человек при смерти. Как так? Нигде никаких карантинов нету. То есть сейчас люди, даже видно, настолько все серьезно, но люди выходят, высказываются, да, опасаясь этого вируса, но все равно выходят. И я считаю, что так не должно быть. Что медикам приказывают, потом люди на медиков гонят, на учителей гонят. Я не считаю, что это люди. Люди – это продукт системы. И я хочу, чтобы эта система поменялась. Как ваша мама почувается теперь? У нее пришел 2-й тест положительный, ее отправляли на КТ. Слава богу, пневмонии не показала, но у нее был сбой сердечного ритма, и то есть ситуация на периферии сейчас действительно очень плохая. И как бы ни говорили, что у нас всего хватает, нигде ничего не хватает. У меня есть много знакомых, медиков, и родители у них медики говорят, что ситуация очень-очень-очень плохая. Вот. Дякую велике. А вы что, згодные, не згодные? Можете что-нибудь сказать? Нет, я за все, слушаю, что правильно говорят люди. Правильно. Дякую велике. А ви хочете, напевно, щось сказати? Ви хочете? Что? Сказать что? Як живете вы, расскажите? Задоволены своим житьем? Счастливые белорусы вот тут вот, у Менска? Наверное, нет, не счастливые. Ну, если нас с Чехией сравнивать, так это вообще земля и небо.
допустим, как там все спокойно, нормально живут. Ну, мне приходилось там бывать, допустим, в Чехии. Такая же страна с такими же ресурсами, с населением таким же. Что у нас тут? Я вот хотел, знаете что, мысль такая есть, может это будет озвучено по поводу подсчета голосов. Вот сегодня я не сам придумал, где-то услышал, значит, можно было бы контроль, как вот там, я не знаю, экзит-полы эти устраивают, можно было бы организовать при помощи простого телефона. Каждый человек, если он бы, допустим, условно проголосовал там, ну, за бабарыку, к примеру, прямо в кабинке, находясь, сделал фотку своего бюллетня, положив рядом первую страничку паспорта и отправил на какой-то определенный номер, ну, эту картинку, так сказать. Ну, и кто-то мог бы вычислить. По-моему, это заборонено. Почему? Это мой телефон, это мое право. Что, я не имею права сказать, за кого я проголосовал, что ли? Ну, не знаю, я тайно это делаю, но я могу... Фотографовать бюллетень, я могу помиляться, але, по-моему, зафотографовать бюллетень. Есть. Але ведаеце, ёсць такая ініцыятыва, называется «Сумленныя людзі». І гэта людзі, якія збіраюцца трапіць самі ў выбарчыя камісіі. Ведаеце про такое? Ну, ведаю, да, но не знаю, пока не утямил, где это можно записаться. Я бы там тоже отсидел условно сутки, считал бы пришедших, если там, или не пришедших, наоборот, ну, что-то делал, но пока все идет вот еще первый этап, а тут закручивает гайки таким образом, что просто, ну, я даже не знаю, у фашистов, наверное, было проще. Был у Гитлера там такой, знаете, как бы принцип, когда он ставил своего какого-то там отморозка около еврейского магазина, и всем, кто заходил, этот отморозок говорил: не заходи туда, не делай этого, не делай. Вот он поступает примерно так же, по-фашистски. Понимаете, вот сейчас вот тут стоят всякие такие ребятки крепкие, которые там тоже вот: мы вас запомним, мы вас это и так далее. Вас заполохали уже такое? Меня не наполохали, я могу отмахнуться. Вам казали такое? Не казали, я вижу их глаза. Вот все на этом написано, их кормушки их отбивают, а поэтому они готовы тут рвать и метать, понимаете? А як вы ставитесь до того, что вот Сергей Тихановский уже у турме, а Виктора Бабарыки коллеги так само сидят у турме теперь? Отмолвно. Не знаю, как я могу повлиять на эту ситуацию, но это просто беспредел. Полнейший, понимаете? Дело в том, что почему он их начал, ну, мое понимание, почему он их начал душить до того, как они стали кандидатами. Когда они стали бы кандидатами, у них была бы какая-то неприкосновенность, там, не знаю, как там по закону это распространяется, как это исполняется. Вот. Ну, а сейчас, ну что, в любом случае, кто-то должен как-то, какую-то вот, условно, кто-то сейчас собирает подписи, он должен высказать свою позицию, типа, голосуйте за меня. А это начинает представлять, как будто это митинг. Ну, а у других возможностей у человека нет. Ну, к примеру, Козлов может выйти там на БТ и что-то сказать? Да ничего, его туда не допустят даже, он рядом не придет. А этого Усатого мы видим каждый день по телевизору. Да, ну, тошнит уже от этого внешнего вида его только. А як вы думаете, кого зарегиструете, кого нет? Боюсь, что это будет какая-нибудь Конопатская, какой-нибудь Дмитриев. Я бы хотел, чтобы кого-то более серьезных людей, ну, скажем, Цепкало, Бабарика, чтобы участвовали. Козлов, ну, Козлов, наверное, не соберет. Хотя я стою в очереди за него, но боюсь, что он и сам-то особо не хочет. Ну, надо, конечно, все-таки. В любом случае, надо голосовать против. 6 раз, это просто маразм какой-то. Это клиника, которую надо лечить. Ну, а, соответственно, вокруг него там собралось много прикорытников, или как их там хотите назовите. Ну, вот таким образом. Дякую вам велике и за пропанову, и за меркование. Я хотел одну пропанову сказать, понимаете, что если даже говорить о том, что как вот я пенсионер, допустим, и другие пенсионеры не имеют, тоже проголосовать можно было бы просто.
Каким образом, не знаю, технически это продумать. Есть расчетная карточка пенсионная. Пришел где-то в магазин и 1 копейку перечислил, к примеру, Бабарике. А он просто знает, что я за него проголосовал. Ну, вот таким образом. Это, если вы говорите, что нельзя сфотографировать бюллетень в кабинке, то вот можно расчетной карточкой, копейка, кого там, рубль можно перечислить, там, или даже кто-то больше. Таким образом просто отметиться, чтобы власть это видела, что они не имеют того преимущества, что он тут рассказывает. 3% это еще может быть много, то, что там говорят за этого Сашу. Вот, за Шурика. Дякую вялікі. Вот такі пенсіянери стаять у чарзе поставить подпись за альтернативных кандидатов. Мы на Камароўскім рынку. Давайте поглядим, як это все выглядае у гэтую нядзелю. Кидайте свои пальчики, да, ведь я алюминиевый, я Турция. На поле сараю алюминиевый, я Мы знаходзімся на Камароўскім рынку. Вот людзі актыўна выказваюцца, не так шмат людзей, як у папярэднія нядзелі, але гэта апошняя нядзеля, калі можна пакінуць свой подпіс за альтэрнатыўнага кандыдата. И вы таксама за когось из альтернативных кандидатов? Нет, мы уже поставили свои подписи за всех кандидатов, кроме одного, понятное дело, кроме кого. Но я сегодня сюда специально пришла, чтобы рассказать об одном инциденте. Дело в том, что у нас есть несколько категорий граждан. Одни, которые спокойно выражают свою мысль, правильно, а другие, которые смотрят только БТ и больше ничего. Ну, естественно, такие люди, как правило, сидят в Одноклассниках. И я стала активно делать репосты на какие-то определенные события, которые у нас происходят, чтобы люди знали, чтобы все люди знали, потому что я считаю, что каждый человек имеет право знать, что у нас происходит. Я общаюсь со своими соседями, выясняется, что многие даже не в курсе, что у нас здесь происходит. Вот. Ну, революция, или как это назвать, скажем, люди хотят свободы, правильно? Люди хотят просто перемен, не происходит ничего какого-то беспредельного. И я начинаю делать какие-то репосты, сообщать людям, чтобы они как-то, все-таки узнали, что у нас происходит. И тут мне приходит сообщение от неизвестной женщины, и она мне пишет: прошу изучить статью, могу даже скриншот показать, прошу изучить статью последнего нашего положение, там что-то о помощи предпринимательства, да, я изучила этот пункт 23, по-моему, или 24, он касается субсидиарной ответственности, да, дело в том, что у меня есть непогашенная субсидиарная ответственность, но, во-первых, это просто беспредел, как это все. А с чем связаны то, что вам женщина написала? Дело в том, что в пункте сказано, что по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть пересмотрены субсидиарная ответственность. То есть вновь открывшиеся обстоятельства, как я понимаю, это то, что я репосты какие-то делаю. То есть люди пытаются давить на людей. Это женщина, она с правоохранительных органов, с податковой инспекции. Я не знаю откуда, но она из Гомеля. Дело в том, что я прописана по Гомелю, на самом деле проживаю в Минске. И вот, вы думаете, что из-за того... Нет, давайте мы показывать не будем, потому что тут же есть ейное имя. Да. Доброе утро. Почитайте 143 указ 24.04.2020 года о поддержке экономики, пункт 23. То есть люди однозначно, они проверяют, у кого где что и прочее. Могу сказать, что так как я платила налоги, так мало кто платил налоги. У нас было свое строительное предприятие с мамой, да, но неважно, что там происходило, потом насчитали субсидиарную ответственность просто с потолка, у нас задолженностей никаких не было. И сейчас мне угрожают этим пунктом. Послушайте, столько, сколько мне насчитали, я до конца жизни буду это выплачивать. Вы лишите справедливо с вами обошелся? Конечно, нет. Вы обскарживаете это? Вообще я на тот момент, когда... Смирились уже? Я смирилась, конечно, бесполезно, потому что бесполезно с этим что-то делать и бороться. Мы пытались с этим бороться, но
безрезультатно. И в настоящее время, чем вот я просто хочу к ним обратиться. Вот чем вы вообще нам угрожаете? Тем, что я буду не жизнь выплачивать, а 2 жизни эту задолженность выплачивать? Ну чем? По сути, что на самом деле наши талантливые люди вынуждены уезжать. Мне один из правоохранительных органов, товарищ, сказал: если вам что-то не нравится, уезжайте. Послушайте, ребята, я не хочу никуда уезжать. Это моя родина, я здесь родилась, я здесь живу, я буду здесь работать. И не поеду никуда. Почему я должна искать себе 5-й угол где-то там? Ну, не может быть такого. Это первое. Второе, что уже бесполезно, мне кажется, людей пугать. Чем больше они пугают, я бы сюда не вышла, наверное. Вот если бы не было вот этих событий, если бы вот так не арестовывали людей, и я знаю, что многие с дивана поднялись, потому что их пытаются пугать. Хватит уже, мне кажется. Еще хочу большое спасибо сказать тем, кто освещает все это. Это вы делаете большое дело. Я знаю, что вам очень много достается. Вот. Не знаю, говорят ли вам спасибо, я хочу сказать вам спасибо. Часто кажуть дякую, і вам так само дякую за те, що ви дякуєте. А як там увогуле атмосфера у Одноклассниках? Расскажите, кто за кого? Дело в том, что очень много поступает отрицательных, многие молчат. Могу сказать, что мои знакомые, многие перестали мне слать какие-то там открытки, кветочки и прочее. Да, дело в том, что люди боятся. Могу сказать, что надо еще и Одноклассники поднимать, первое. Второе, что нужно еще. Я считаю, что многие люди вообще не в курсе, что у нас происходит. И они в шоке, как я со своей соседкой разговариваю. Она говорит: ой, а что? Она работает в поликлинике, их заставляют подписи ставить. И они спокойно идут, ставят эти подписи, они не понимают своей ответственности. Я говорю: хорошо, вы сегодня ставите подписи, завтра не будет будущего у ваших детей. Даже я сегодня, я училась в белорусской школе, я ведаю добра свою родную мову, але ж я не размаўляю на ёй, тому что гэта не мало сенсу. Да? Сегодня я иногда пытаюсь как-то выражать свою мысль на белорусском языке, но мне даже стыдно, что я не могу этого сделать, потому что мне сложно. Я знаю все эти слова, я могу на этом языке на родном разговаривать, но мне сегодня стыдно за себя, что я этого не делаю. Дякую вялікі. Спасибо вам большое. Дякую вялікі. Размаўлялі з дзяўчынай пра Одноклассники. У Радыё Свабода ёсць вельмі класная суполка у Одноклассников. Там шмат людзей нас падтрымліваюць, там гарачэзныя дыскусіі на розныя палітычныя тэмы. Гэта неправда, што ў Одноклассниках люди хвалюются только за віншаванне з днём народзінаў і рассылку паштовачак з кветкамі. Там вельмі абазнаныя ў палітычнай сітуацыі людзі, якіх цікавіць жыццё ў Беларусі. Так што, калі ласка, калі Одноклассники ваша любимая суполка, зайдзіце туды, там ёсць Радыё Свабода, падпішыцеся, удзельнічайце ў дыскусіях. Дзякуй вялікі, што працягваеце глядзець наш стрым. Вот мы бачым, што самая вялікая чарга яшчэ пакуль стаіць да Мікалая Козлова. А вот можна ўжо падысці да Віктора Бабарыкі, спытаць у людзей, якія падпісваюцца за яго, як яны ставяцца да таго, што адбываецца вакол ягонай кампаніі. Я нагадаю, што ў чацвер стала вядома пра тое, што у Белгазпромбанку галоўны будынак прыйшлі супрацоўнікі Департамента фінансавых расследаванняў, і Радыё Свабода першай даведалася пра тое, што камітэт дзяржаўнага кантролю завёў крымінальную справу супраць... Это вы, правда, сегодня брали интервью о том, что есть ли факты, о том, что... А вы хотите распавесці пра што-нибудь такое? Я хотел бы сказать, что да, я посмотрел сегодня в прямом эфире. И говорят, что там многие слышали об этом, все знают. Так вот, мой сын, он работает на МАЗе. И я у него спросил, и он говорит мне, что да, есть такие факты. Лично он подписывался, потому что ему принесли, он говорил, какие-то поблажки. Вы подписываетесь за Лукашенко, мы подписываем вам за какие-то поблажки. Это лично факт. Я у него даже спросил, если я подъеду на площадь и скажу это, ты как, не против? Он говорит: нет, не страшно, не страшно. Он сам приехал со мной, он работает на МАЗе, на заводе, и это у них происходит. Так може ён падтрымлівае Александра Лукашенко и шчыра за яго подписал? Нет, он не подтрымливает, и я не знаю, каких там 1,5 миллиона за него. Если они и существуют, то это все фейки, так скажем. Его не поддерживает никто. Если есть каких-то там, Саша, 3%, то это, я не знаю, каких эти там 3%.
В общем, это все нереально. Реально это вот то, что вы видите сейчас. Подписывается Цепкало, Бабарыкова, ну, Светлана Тиханович, которую... Вообще я дал бы должное Сергею, он грамотный и талантливый человек. А его жена, она вообще настолько смелая. Это вот мы, диванные войска, я вот впервые даю интервью, да. Очень легко сидеть на Ютубе и просматривать, болеть, подписываться, лайки ставить, да. А вот самим приехать, вот здесь постоять, пообщаться с людьми, это и Света, вообще героическая женщина, она вот не испугалась этого, хотя очень серьезные дела, очень, вы сами понимаете, что происходит, да, и с Сергеем, и Света, это вообще великая женщина, и хотел бы ей сказать спасибо тебе, зная за то, что ты так поддерживаешь своего мужа. Нам очень приятно, белорусам. Я пожилой человек, но буквально вся Беларусь. Он сумел за 1 год, простой парень, смелый, талантливый парень, так поднять... Просто у меня нет слов, вы понимаете? А чому тоді супроть його кримінальну справу завели, як ви думаєте? Но я могу сказать, что это Лукашенко испугался, буквально испугался. Я даже не знаю, как, просто он вроде бы все говорили, он такой дипломат, но он простой пожилой человек, и он боится, он просто испугался, буквально, он увидел, что это очень страшно. Во-первых, он знает, что его потеснят. У него есть только небольшой шанс, что поехать в Москву, и Володе Путину упасть в ноги, если он его поддержит. Хотя я не думаю, потому что вот у нас задолженность по газу, уже там сколько там, 160 миллионов, да, а сколько это будет уже к 9 августа, неизвестно. А сейчас ему сказали, чтобы на 2021 год поставки газа, чтобы были, то вы сначала выплатите задолженность. А ви глядели на Ютубе, як затримлювали Тихановского? Бачили, и что думаете на гэты конт? Это же, явная провокация, это явная. Даже Сергея рядом там не было от этого милиционера. И к тому же, когда Лукашенко уже говорил на тракторном, он вроде выступал, он заранее уже говорил, весь сценарий, весь прописал и рассказал, он буквально проговаривается, как он, что все эти провокации с всего ведома, скажем так, делается. А сын вам что розповідає? Там про Тихановского ведають у його? Конечно. Что думают люди? Это ж на МАЗе он, так? Да, на МАЗе он работает, все прекрасно знают, что Сергей, и все его поддерживают. Но просто не все такие смелые, диванные войска, там, например, я, один из них, но просто так не кипело. Конечно, в компьютере легко, вот я же говорил, уже повторяюсь, легко, а вот приехать сюда, вот сказать, вот, или даже вам, вот в прямом эфире, это... молодцы белорусы, что проснулись, это Сергею, это все благодаря Сергею, я бы так сказал. Это он сумел вот это вот сделать, молодец, сильный человек. И наш белорус, как бы там ни говорили некоторые, из России, там все, все сейчас начинается, Бабарыка, там, что это все пророссийское, Цепкало, это все, это дипломаты тоже, да, у него свой электорат, а у Сергея свой, мы простые парни, да. А як ви думаєте, кого зареєструють? Хто буде кандидатом у президенти, за кого можна буде проголосувати реально білорусам? Если... Бабарыка. А вот, до речі, про Бабарику. Вірите ви вот у эту кримінальну справу, яку заведена? Нет, конечно. Нет, это даже смешно. Конечно, это все... Просто начинается, вот он по телевизору, Александр Егорович, такую ересь какую-то нести, да, понимаете? Просто
Ну, все грамотные люди все это понимают, но он на бабушек, дедушек или для кого, на БТ он это, ну, им рассказывает, пытается убедить. Просто человек обороняется. Это говорит не о силе, а наоборот о слабости. Если человек начинает на других наговаривать, это говорит о его слабости. Очень слабый старый человек. Его просят по-мирному уйти. Нет, я буду вас убивать, стрелять. Запугивать народ. Ну зачем? Ну как уже запугивать? Куда дальше-то? Уже и так все запуганные, ё-моё. Дякую вялікі вам за ваше меркаванне і за смеласць, што вы не пабаяліся. Не кожны наважваецца даваць інтэрв'ю, асабліва ў жывым эфіры. Вот чалавек падышоў распавесці пра тое, што яму распавядаў сын, які працуе на МАЗе, і кажа, што там сапраўды былі факты, калі збіралі подпісу за Александра Лукашэнку. Віктор Бабарыка нядаўна падаваў нават скаргу ў Цэнтральную выбарчую камісію, сабраўшы сведчанні пра такія выпадкі, калі людзям альбо пагражалі, альбо нейкім іншым чынам прасілі збіраць подпісы у падтрымку кіраўніка Беларусі. Цэнтральная выбарчая камісія у жывым эфіры разглядала гэтую скаргу і казала, што такія выпадкі не былі пацверджаныя. На жаль, ніводнае прозвішча рэальнага чалавека не прагучала і у скарзе самога Віктора Бабарыкі, і таксама у Цэнтральнай выбарчай камісіі. Аднак пасля у Цэнтральнай выбарчай камісіі агучылі, што ёсць факты, калі за альтэрнатыўных кандыдатаў людзей прымушаюць падпісвацца, і таксама гэта ананімныя сведчанні. І Александр Лукашенко таксама прыгразіў уладальнікам прыватных прадпрыемстваў, што калі будуць такія выпадкі, што будуць звальняць людзей за прымус падпісвацца за альтэрнатыўнага кандыдата, будуць нейкія санкцыі таксама ў дачыненні і да іх. Нагадаю, што Віктор Бабарыка ўжо абвясціў, што сабраў больш за 300 тысяч подпісаў, і першыя 75 тысяч ужо здадзеныя ў пятніцу ў Цэнтральную выбарчую камісію. Гэта нашмат больш, чым трэба па выбарчым заканадаўстве. Па выбарчым заканадаўстве 100 тысяч подпісаў трэба сабраць. Валер Цапкала таксама абвясціў, што сабраў больш за гэтую лічбу, і іншыя прэтэндэнты, такія як Ганна Канапацкая, Наталья Кісель, таксама Сергей Чэрачань, таксама заявілі, што сабралі больш за 100 тысяч подпісаў. Ну вот мы бачым, што тут пікеты за Мікалая Козлова, Юрася Губарэвіча і Вольгу Кавалькову. Гэта кандыдаты ад праймерыс апазіцыі. Яны адразу казалі, што не будуць здаваць подпісы ў выбарчую камісію, будуць займацца назіраннем, а гэтыя пікеты будуць выкарыстоўваць, каб паразмаўляць людзьмі, даць ім магчымасць выказаць сваю пазіцыю. І вот вы, напэўна, штосьці хочаце сказаць. Ну, я магу. Не, вас чуваць. Ага, чуваць. Ну вот прыйшлі, таму што трэба падтрымаць, даць магчымасць падтрымкі кандыдатам розным. Я думаю, што я, напрыклад, саспела ад такой думкі, што усіх можна падтрымаць, наколькі хопіць часу, таму што чэргі стаяць. Вось. Нават я выкажу такую, можа быць, непапулярную думку для вот гэта, як бы, так точно называецца, для гэтых людзей. Я нават бы Александра Егоровича падтрымала подпіс. О, дык раскажыце пра гэта. Гэта сапраўды тут, на гэтай кропцы? И не из-за того, что я такая беспринципная, а знаете, из-за чего? Ну, как-то мне его шкода стало. Ну, все навалились. А я не люблю такого. А знаете, чему? Конечно, калі б голосовать, то не. Ось, не. Там же выбор другі бы зробила, да? Ось. Но зараз я лічу, что все-таки трэба адзначыць, што чалавек стараўся, хоць нешта зрабіў. Хаця, напрыклад, конечно, у маёй сферы навукі, культуры,
мне тяжко жилось весь этот час, вот, потому что заробки в этой сфере, вот, ну, як вам сказать, ну, 500 рублей для Минска. Людей с высшей эдукацией, с аспирантурой, вы же сами разумеете, что это, ну, это уже прямо такая уже, вот, наверное, меньше не бывает для Минска. Так что, атрымліваецца, адукаваныя людзі не патрэбны вот краіне? Вот такое А ну, можа, заробкі малыя, а можа, нейкія вынаходніцтвы ёсць, адкрыцці ў беларускай навуцы пры Александру Лукашенку зрабілі? Хто? Навукоўцы? Ну, безумоўна, разумееце, што навукоўцы, яны адданыя людзі, хто займаецца навукай, да? І не гледзячы нават на такія нізкія заробкі, вот, асабліва людзі, которые яшчэ выгадаваліся пры Савецкім Саюзе, яшчэ была навуковая база вельмі моцная. 80-е, 90-е гады. Я тады в аспірантуру паступала. І я ведаю гэты ўзровень. І я ведаю, як ён упаў за гэтыя 26 гадоў, да? Поэтому навукоўцы і творчыя людзі, не гледзячы ні на што, шукалі ресурсы, шукалі сродкі, щоб служыць Беларусі. І, безумоўна, рабілі вынаходніцтвы. Але это не значыць, што людзі кваліфікаваныя у нашай краіне павінны так мала зарабляць, разумееце? Потому что 500 рублёў это ўзровень якой-нибудь, ну вот в отделе в Виталюре стоите, или даже прибиральщицы в Виталюре, или в каким-нибудь там Евроопте. Ну так, пробачьте, интеллект повинен цениться. У меня много знакомых, которые вот с моей сферы выехали и працуют у Польши, в России, они зарабляют в разы больше. Працуют у разы меньше. Вот як у іх цэніцца інтэлект і кваліфікацыя, як цэніцца навука і культура. Я лічу, што ў нас багацейшая культура у беларусаў. Беларусы налічваюць увогуле тысячагоддзя свайго існавання, вот, фарміравання этнасу. Вот. И у нас богатейший фольклор. Я вот в сфере фольклористики занимаюсь. Вот. Это треба показывать свету. А для того, чтобы это показывать свету, потому что коли краина не показывает свою культуру национальную, и она, ну, мало что показывает, она не показывает свой позитивный образ. Вот эту тысячагадовую историю она свою не показывает. И белорусов за этого не ведаюць у свете. Мало ведаюць у свете. Именно с позитивного боку. Вот. Коли б мы показывали реально свою культуру и дзеячы культуры и науки, они падтрымліваюцца, но вельмі мало. А вот хто з гэтых прэтэндэнтаў вам здаецца найлепш бы беларускую культуру мог бы прасоўваць? З імі трэба гаварыць з кожным. Вось, з гэтых прэтэндэнтаў на гэтую тэму. Ну вот Бабарыка, вядома, як я, та праўда, ягоных праектаў як мецэната культуры, вот асабіста, я не ведаю. Но пра гэта як бы пішуць. Наколькі нацыянальную, не нацыянальную. Нацыянальная культура – гэта не проста любая культура. Конечно, тут такая градацыя, але абавязкова, вот, напрыклад, калі браць фольклор, ну это вот однозначно, но не советский фольклор. Вот, потому что я сама много годов за этим советским фольклором воевала. Что такое советский фольклор? Это знищены фактично, амаль что зруйнаваны сапраўдны наш фольклор аўтэнтычны. Вот, поэтому надо вернуть все, что называется, на круги своя. Вот. Такую культуру найперш потребность, потому что она идентификатор нашей нации, культура, менавіта народная. Дякую вам вялікі. Дякую за меркаванне. Падыдзем паговорым да Мікалая Козлова. Что любы адукаваны чалавек і галоўнае сумленны. Я хочу звярнуцца да беларусаў у выбары кіраўніка любога і тым ліку краіны. Асноўныя крытэрыі для мяне гэта сумленнасць. Чалавек павінен быць сумленны, валодаць высокімі маральнымі якасцямі і разумны. Калі хоць адной з этой якасцю няма, вот, надо человека проверить. Голосовать за яго нельга. Дякую вам вялікі. Дякуй.
За одного кандидата ці будете за... За всех. Вот иду прям, как начала с самого начала, так вот сюда подошла уже. Я трошки зраблю каментар, тому що гэта сапраўды асаблівасць гэтай перадвыбарчай кампаніі. Людзі стаяць у чаргу не каб за одного кандидата подписываться, а подписываются за ўсіх, ну, апроч некаторых. Вы за кого не подписывались? За нашего любимого президента. Чему? Может, пикетов не было? Просто не могли знайти, где подписаться? Ну, пикет я видела, я смотрела все ваши трансляции. Ну, естественно, на Даномол я бы не поехала ради такого случая. Я работаю не в государственном учреждении, поэтому, слава богу, меня никто не заставляет подписываться, я могу свободно выражать свою позицию. Почему вы думаете, что кого-то заставляют? Да, то есть уже когда началась кампания, это предвыборная, мама, например, работает в школе в сельской местности Могилевской области, я сама не из Минска, из Могилевской области, стали уже ходить и просить подписи за президента, но мама отказалась, и не буду врать, не стали заставлять. Пока что, не знаю, как сейчас, вот, поэтому я и говорю тоже не подписываться. Мы на Камароўскім рынку, по-ранейшаму вось гэтая чарга стаіць да пікету Мікалая Козлова, выканаўца абавязкаў, по-моему, дагэтуль. Это юрыдычная такая штука аб'яднанай грамадзянскай партыі. Прэтэндэнт у кандыдаты на выбарах прэзідэнта сёлета, спадар Мікалаев, все кажуць, што вельмі незвычайная гэтая выбарчая кампанія. І прэтэндэнтаў шмат, і каранавірус, і ўжо 2 чалавекі. Адзін сядзіць пад крыміналкай, другі чакае, што будзе арышт. Па-вашаму, што яшчэ незвычайнага у этой выборчей кампании? Ну, я думаю, что эта кампания – это окно возможностей. Мне кажется, мы же видим, что люди очень политизированы. Люди хотят, чтобы Лукашенко ушел. Они хотят просто это всем сердцем, и мы это видим. Я уже не встречаю людей, которые топили бы за Лукашенко. Мы видим их пикеты, на которые им приходится свозить эту молодежь. Мы видим отсутствие вообще какой-либо кампании со стороны президента, хотя он рассказывает, что они там собрали 1,5, 2, да хоть 10 миллионов. Люди не поддерживают Лукашенко. Людям Лукашенко надоел, Лукашенко должен уйти. И наша компания не столько претендент в кандидаты, сколько цель вот всего, что вы видите, это как раз сказать лишний раз людям, я постоянно разговариваю, говорю о том, что Лукашенко должен уйти. Что касается репрессий, мне кажется, уже мы можем говорить, что это террор со стороны государства в отношении своих граждан, своих политических противников. Просто кампания еще только начинается, по сути. А мы уже видим, что людей садят в тюрьму, что начинает преследовать их какое-то окружение. И это делает абсолютно мафиозный, преступный режим Лукашенко. Я не понимаю, когда Лукашенко говорит, или представители этой вертикали говорят о том, откуда там у Тихановского деньги, или у Бабарика деньги, или еще что-то. Я точно знаю, что эти деньги не из моих налогов. И меня не интересует, и я рад, когда у предпринимателя есть деньги, это правильно, это естественно. Но неестественно, когда человек, нанятый на работу главой государства, имеет 17 резиденций. Мне хочется спросить, а где вы взяли деньги? Ведь это деньги, это налоги всех этих людей, которые сейчас хотят, чтобы вы ушли. Вы просто по своему усмотрению пользуетесь их деньгами. Вы на их деньги покупаете самолеты, покупаете вертолеты, обеспечиваете себя всем необходимым, содержите эти гаремы, которые вы называете службой протокола. Мы же все это видим. Люди ведь не слепые. Вот вопрос. Если вы говорите, что значит, заместитель у Бабарики бандита, он руководитель, не может не знать об этом, тогда я хочу спросить, а почему Жарко на свободе? Вот у меня министр здравоохранения в прошлом, да, все его подчиненные осуждены по коррупционным статьям. Жарко при этом отстраивает себе дом, который оценивают $1 миллион, на территории, ради которой затампонировали артезианские скважины и лишили часть минчан артезианской воды. И параллельно вы берете и разворовываете кредиты Евросоюза на чистую воду. Вот у меня что интересует. Меня интересует благосостояние чиновников, которые живут в Дроздах, где они взяли деньги. Вот где взяли предприниматели и банкиры, я понимаю. А вот где берут деньги чиновники, я не понимаю.
Вернее, я понимаю, что, как в прошлом опер по особо важным делам, я понимаю, что это результат коррупции. Вот в чем вопрос. И люди все это видят, все это понимают, и все его эти угрозы там про Андижан. Кстати, кто-нибудь знает, что в Андижане расстреливают просто из крупнокалиберных пулеметов? И это прямая угроза собственному народу. Вот я просто не понимаю. Люди все это видят, и мне кажется, тут уже больше не столько страх, сколько ярость. Вы не хотите площади? Ну, сделайте честный выбор. Это же так просто. Ведь если бы были выборы честные, на которых бы комиссии показали, ну, есть же стандарты у ОБСЕ, давайте возьмем их за основу и проведем выборы, не будем садить своих политических конкурентов, и не будет никакой площади. И за свой выбор будет нести ответственность не старый солдат Ермошина, да, а народ. Сами выбрали, сами потом поменяли. Но вы же не даете возможности людям поменять, они устали от вас. От всех вот этих бандитов. Вот разгул демократии, вот стоит Воронок с переодетыми там, сотрудниками милиции. Чего они здесь стоят? Вот зачем они стоят? Ходят, камеру эту суют в лицо. Зачем? Да, надзиральники нам казали, что лишили 230 удельников и 40 супрацовников цивильных. Да. Ну, на 13 годин. Это же ведь не что иное, как попытка напугать людей. Ну, здесь же простые люди. Где вы видите тут боевиков? Люди просто хотят жить в другой стране, в нормальной, цивилизованной стране, где нету вот этого страха, где они могут спокойно выбирать. Все, что нужно, это просто честные выборы. Но мы все понимаем, что Лукашенко не в состоянии честно выиграть. Ни у кого. Вообще ни у кого. Вот он сумел таким образом отстроить страну, что народ Беларуси ему больше не доверяет. Вот поэтому и начинаются эти репрессии, начинаются вот эти все там угрозы и все остальное. Этот человек, который еще на параде стоял и говорил, да мы тут круче всех, и я тут никогда не встану на коленях, он уже на четвереньках ползет в Москву в окружении роты почетного караула. Понимаете, вот это настолько убогое, вот это, не знаю, как тут слово подобрать, так, чтобы можно было в эфире сказать, да? Ну, я не знаю, это власть, этот президент, он даже не понимает, насколько он смешон и какое отвращение он уже вызывает у людей. Вот. Господар Миколай, так а што апозіцыя прапануе людзям вот гэтым незадаволеным, якія хочуць змены гэтага парадку зрабіць цяпер, каб рэалізаваць свае патрабаванні да сумленных выбараў, да змен, да пераменаў? Ну, мы уже все понимаем, что призывы к совести не помогают. Мы уже понимаем, что обращение в прокуратуру и в суды не помогает. Остается быть солидарными, организованными и не давать возможности им все-таки совершать репрессии. Вот я хочу всех зрителей, которые сейчас видят, позвать четверг. Это предпоследний день, когда мы можем легально вот так собраться с флагами и спокойно, без угрозы штрафов. Мы предлагаем, правоцентристская коалиция, призываем всех кандидатов, всех людей доброй воли присоединяться к пикету, поддержку заключенных против репрессий, за то, чтобы Лукашенко ушел. Давайте мы своим присутствием покажем, сколько нас много и что Лукашенко должен уйти. Пикет задумывается, место сбора, значит, проспект Независимости. Мы будем, наверное, стоять где-то возле филармонии. И предполагается, что будет очередь. Ну, сколько людей, такой длины будет очередь. Давайте, я приглашаю всех, кто подписался, кто не подписался, кто солидарен с Тихановским, кто солидарен с Бабарико, кто требует честных выборов, кто хочет, чтобы Лукашенко ушел. Давайте мы один день соберемся и покажем, сколько нас. И чтобы не было вот этих тупых обвинений, вот когда Лукашенко говорит про карусели, что там кто-то возит, кто-то завозит. Давайте мы станем в одну линию. Давайте покажем, сколько нас много. Это будет 18 часов, четверг. Давайте отстроимся, давайте покажем, сколько нас. И будет здорово, если мы сумеем все-таки собраться и показать. Вот пусть смотрит.
Дзякуй вялікі. Мікалай Казлоў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, таксама удзельнік гэтай выбарчай гонцы. Вот гэты чарга стаіць да ягонага пікету, паставіць подпіс за гэтага прэтэндэнта. Вот у нас уже тут... Через вас обратиться к белорусам. Давайте. Во-первых, хочу поблагодарить, что освещаете постоянно на площади и все происходящее. Благодарность вам большая. Я вот посмотрел стрим ваш, но сегодня меня возмущает, что очень мало народу на площади. Я понимаю, что Тихановскую пугали какими-то возможными вещами происходящими. Ну, просто прошу белорусов не оставаться. Вот большая благодарность Сергею Тихановскому за то, что он раскачал этот маятник. И просто большая просьба к белорусам, чтобы власти сейчас всячески пытаются этот маятник останавливать. И большая просьба, чтобы вы просто не успокаивались. Не жалейте час своего времени, приходите поддержать, приезжайте за мясом на Комаровку или за зеленью, посмотрите, что у вас нет в холодильнике. Но нельзя оставаться дома. Столько мыслей, эмоций. А за кого подписались, скажите? Я подписывался за всех, кроме одного. Точнее, даже за троих самых основных, кого считаю. За Тихановскую, Бабарика, Цыпкала. Обязательно хочу попросить людей, чтобы приезжали. Если по каким-то причинам вы не можете приехать, просто, как говорится, мысли материальные. Просто каждый день думайте об этом. Если верите в Бога, читайте основную молитву. Там даже сказано «Избави нас от лукавого». Коллективные мысли, они всегда очень хорошо работают. Даже мысли одного человека, а тем более коллективная. Поэтому я прошу, думайте о государстве, в котором вы хотите жить. А чому за Лукашенко не подписались? Я подписывался за него, честно вам признаюсь, уже даже стесняюсь этого, наверное, раза 3 или 4, сколько там раз было. Голосовали за его, да? Я голосовал, потому что велся на все эти обещания, потому что, как любой нормальный человек, как патриот, хочу жить в стабильной стране. То есть вот то, что человек хочет хавать, то ему и говорили. Просто когда... Что отбылось вот сёлета, что вы не подписываетесь за Александра Лукашенко? Так давно его... Во-первых, я хочу видеть президентом патриота, я хочу увидеть президентом культурного человека, которого приятно слушать, чтобы у нас было, например, я ездил в Петербург года 2 назад, чтобы я посмотрел тоже, очень похоже с Беларусью, то есть не было отличия. Ты вечером приходишь, но люди танцуют, собираются, музыка. То есть я хочу, чтобы все было через логику. То есть, чтобы люди могли самовыражаться, чтобы нас слышали, во-первых. Вот. Просто человек показывает долгое время, что ему все равно, он живет по каким-то своим, какие-то сказки нарисованные. И многие вещи в нашей стране не логичны. То есть ты упираешься в нелогику, это просто каждый раз накаляет и добавляет напряжения в стране. Вот. Я уже успел сказать, что у вас очень красивые глаза. Постоянно смотрю к стриме. Это опять же к тому, что женщины очень важны для нас. Опять же, вот президент говорил, что там женщины что-то... Конституция не под женщину, и белорусы не готовы за женщину голосовать. Сгодны с этим? Я не сгоден, потому что женщины во многом более жестче. И, будучи президентом, я, наверное, думаю, некоторые вещи были бы четче, чем у мужчины. Вот, поэтому это не показатель, половая принадлежность. И просто у вас красивые глаза. И еще раз благодарю, что вы делаете такое. Да. Он уже давно стоит. Дякую вам великий за меркование. Вы хотели распавесці свою гісторыю. Штосьці такое не вельмі прыемнае з вами здарылася? Да, я хочу рассказать что, наверное, в цивилизованных странах мира нет, не существует, в принципе. Это оздоровление инвалида детства с неизлечимым заболеванием. В моем случае это эпилепсия. Это вы, так? Да, это вы про себя рассказываете? Вот в 2013 году, значит, была у меня 3-я группа, за заключением РЭКа инвалидность детства. Вот. Но потом в 2018 Лукашенко обмолвился
воспользовался, значит, 2 руки, 2 ноги, какой-то инвалид, значит, и пошли мреки массово всем убирать группы, у кого 2 руки, 2 ноги, да, вот, есть не только мой пример, есть еще в интернете, лично читал, когда там человек десяток лет с операцией на сердце, с кардиостимулятором тоже, то у него точно так же группу взяли и убрали, потому что тоже 2 руки, 2 ноги, вот, значит, вот в 2018 году, смотрите, интересно, МРТ мне делают, да, и написано, что по сравнению с 2012 умеренно отрицательная динамика. То есть даже медики не спорят, что у меня состояние здоровья ухудшилось по этой бумаге, да, но поскольку Лукашенко сказал, что надо оздоравливать, надо на парады, надо на дожинки, на новые резиденции, на все, на всякие игрища, вот, значит, смотрите, МРЭК мне не дал, и я обращаюсь в НЭК, вот. Почекайте, проблема у вас была инвалидность, так? Ну, она, приступы эпилепсии, они же не исчезают, они... А теперь сказали, что нема у вас инвалидность. Ну, да, теперь говорят, что нам надо на другие цели, нам надо на парады, на дожинки, на лукашенковские игрища, да, ты свободен, да. И вот видите, решение МРЭК мне отказала, а НЭК это вышестоящего над МРЭКом. Вот, я подал туда. Вот. Внимательно почитайте, здесь, значит, вот, написано легкие ограничения жизнедеятельности. Вы только вдумайтесь, да, потери сознания в интерпретации медиков уже стали легкими ограничениями жизнедеятельности. То есть я не верю, что в какой-нибудь другой стране Европы могут вот так вот истолковать. Ну, естественно, и, конечно, как тут написано, что решение МРЭКа, не установившая группа, обосновано. Все это, то есть... А як вы живете? Есть вам допомога некая от державы? Нет, ну, в прошлом году мне в виде пособия по безработице, когда я попытался там регистрироваться, и вот мне, значит, 22 рубля 87 копеек. Вся моя помощь ставила. Представляете? Там... На працу берут вас? Нет, так в том-то все и дело, что я им говорю, мне хотя бы на 500 рублей, мне не надо лукашенковская 1000, да, как кругом там он требуется. А в Минске так вообще, как Белстат, вы, ну, знаете, там 1400-1500, типа, чуть не средний. Я говорю, у помощника президента дошел до личного приема вот год назад. Вот, говорю, дайте мне хотя бы на 500 рублей на руки, чтобы было, вот, это, я считаю, не самая грань уже, не для выживания. Что, допомог вам помощник президента? Да, не, он только трепло, он рассказал, что я возьму под личный контроль. Вот 19 числа уже год его контроля лично, и, естественно, никто меня никуда не трудоустроил. Мне предлагалось от 330 до 410 грязными, да, ну, представьте, это даже по официальной отписке. То есть дошло уже до такого, что они не стеснялись мне такой вот официальный ответ прислать, потому что... Як вы живете? Ну, вот пока мать пенсию получает, пока она жива, вот кое-как вот живем, да. Мамину пенсию. Да, ну, естественно, ну, а что, да. Вот, а что будет дальше, получается, государство толкает в криминал, толкает или на суицид, я не знаю, да, то есть называется, на группу не тянешь очень здоровый, а работать не дадим, потому что у тебя диагноз такой, и ограничений по труду, естественно, миллион. Я говорю, значит, так если вы оздоровили меня от группы, так оздоравливайте от тонны ограничений по труду, а нет, это я, оказывается, очень много хочу, понимаете, и вот я же говорю, я помощника президента говорю, что мне вот со скользящим графиком, 500 рублей скользящий график, Минск, это же вообще, это же не городок какой-нибудь маленький, все, мне ни одной вакансии не смогли предложить на это я, оказывается, очень много хочу, надо быть рабом за миску супа, за 330 с грязными. А подписываетесь за кого-нибудь? И да, я подписался за Бабарика, я подписался за Запкала вчера, вот, и за Тихановскую тоже, потому что лукашенковский геноцид, лукашенковский беспредел мне уже порядком осточертел. У меня эти ситуации ни год, ни два, ни три, и, естественно, что никто не собирается решать. Еще вот я хочу дополнить по поводу даже лукашенковского декрета номер 1, который уже был раньше номер 3, сейчас он переделал там, помните, якобы о содействии занятости населения, да. Вот. Я в отделе трудоустройства понимаю, что они ничего не могут сами найти. Говорю, когда был безработным, а можно ли мне вот санитарную справку, чтобы вот оплатили, грубо говоря, вот на рынок, если пойти продавцом, вот. Они мне говорят, о, нет, там в 24-й поликлинике спецмедосмотров платные анализы, поэтому мы, типа, это не оплачиваем. Мы оплачиваем только твою поликлинику по месту жительства. Конечно, абсурд. Вот. Значит, я пишу
электронное обращение в администрацию Заводского района, чтобы просьба предоставила, и акцентирую сразу первым делом, что в исполнение пункта 2.4 декрета номер 1, где местные органы власти обязаны содействовать занятости, да, значит, просьба вот предоставить материальную помощь вот на конкретную цель, то есть не говорю, что меня там год кормить, да, вот. Мне, значит, приходит ответ, что предоставь справку о доходах совместно проживающих, вот, то есть, понимаете, как я могу предоставить справку о доходе матери, ну, это же нереально. Ну, просит, как мама за вас платила. Нет, дело в том, что как я могу предоставить справку о ее доходах, но это же нереально, понимаете, то есть мне такую вот дуру прислали, да, предоставь, и все, то есть это, грубо говоря, пошел ты на 3 буквы, да, вот. Я, значит, потом обращаюсь в администрацию президента, все, говорю, так и так, вот, что-то я в декрете номер 1 нигде не увидел, в сносках, что пункт 2.4 распространяется там на особо нищих, у которых там доход ниже прожиточного минимума, да, то есть, говорю, покажите мне, пришлите, это вы выделите жирно, все, вот, и, значит, они скидывают это в Минтруда опять бред какой-то несет, якобы, что я имею право на бесплатную медицинскую помощь, но неужели в Минтруда не проходили нигде 24-ю поликлинику с медосмотров, то есть там водительская? Чимсьці вырашилася гэтая ваша? Не, ну, конечно же, но кто ж тут будет решать вопрос граждан, ну вы что? В итоге я потом 18 января этого года, да, я отправляю электронное обращение уже с сайта Мингорисполкома, там есть такая кнопочка написать письмо председателю. Ну, это получается в моем конкретном случае оказалось написать письмо Деду Морозу, вот, потому что робот мне сразу ответил, что по подтверждению отправки, то есть якобы успешно доставлено, все, месяц проходит с лишним, я звоню, вот, уточнить, есть ответ или нет, бывает, что иногда, может, если они классической почтой отправили, не дошло, там потерялось, всякое бывает, вот. А они мне ищут, потом говорят, а ничего не было. Представляете, то есть, видимо, там посмотрели, что обращение очень неудобное, вопросы там такие вот скользкие, как-то копейку кому-то на какому-то народу надо выделить. Порвали, выкинули и соврали. Ну вот робот уж не может врать. И, как говорится, его подтверждение, что успешно все доставлено. И мне вот, как вернулось это письмо, там же видно, там не иероглифы, то есть ничего, то есть все нормально. Дякую великий. Мы сподеемся, что ваша история вырашится. И... Да, только если согласны. Добро, что вы не губляете настрою. Потому что иначе она без камеры вырашиться не может, да. Вось так... Здрасте, вы стоите, хочете что-то распавесці важное для всех. Я бы хотел бы рассказать это вот то, что вот, ну, со мной вот как бы произошло лично со мной. Это вот, ну, может, я слезу немножко с велосипеда. Дело в том, что я вот пару лет тому назад я работал, ну, в Российской Федерации. Вы белорус? Да, я сам чисто белорус, да, я рожден здесь, это, ну, все мои, ну, как бы, ну, отсюда. Единственное, только что деды были, ну, россияне, вот. И получается, я когда работал, это вот, Давайте поглядим, что там отбывается, а пасля я до вас подойду, почекайте, калі ласка. Господар Александр, что отбывается? Александр Федута, політичний аналітик, спробує разобраться с наведниками Комаровки. Я ни с кем не спробую разобраться. До вас звернули? Да, я пообещал, что я поставлю подпись за 4 кандидатов. Это будет Бабарыка, это будет Цепкало, Тихановская и Таболиш. На жаль, у минулую неделю у меня был приступ подагры, тому не здолели приехать. Зараз у Менску уже Тихановская подписи не собирает, тому я могу выказать только повагу ёй и сказать, что, ну, яна мужная, разумная, таленавітая жанчына, беларуская жанчына, вось тая, якая мусіць быць, да? Вось. Значит, Таболі... А спадарыня чым незадаволеная была? А яна кажа, што трэба там навоз прыбіраць мне ў калгасе. Вам менавіта? Да, я сказаў, што, ну, там ужо прэзідэнт працуе, кароў даглядае. Ён же пра гэта сказаў. Ён за гэта там мяняў урад дзеля таго, каб яны кароў даглядалі. Я, ведаеце, ўсё ж такі да сваёй прафесіі, да сваёй адукацыі адношуся з павагай і раблю па сваёй адукацыі.
Вучылі працаваць са словам мяне добрыя настаўнікі мои. Вы доктор наук. Ну, я доктор габілітаваны, дыплом Кракаўскага і Ягеллонскага універсітэта. Я ўсім кажу, што... У Беларусі бывае, калі дактары навук могуць быць адпраўленыя куды-небудзь у такія месцы, куды спадары не хадзіць. Могуць, но ведаеце, мне шкада тых кароў, якіх я буду даглядаць. Бо вось прэзідэнта я не даглядзеў свой час, а з каровамі будзе яшчэ горш. Вось. Гаспадар Александр, про 2010 год хочу вас запытаться. Вы были непосредным удзельнікам падзеяў, таксама былі фігурантам крымінальнай справы. По-моему, тое, што адбываецца сёлета, гэтая выбарчая кампанія вельмі падобная да таго, што адбывалася ў 2010. У вас падзяляеце са мной гэтае ўражанне? Баюся, што будзе горш. Баюся, што будзе горш. Шкада. Што вас наводзіць на гэтую думку? Ведаеце, Лукашенко ўвесь час прагаворваецца, мы ўсё гэта ведаем. Вось напярэдадні 19 снежня 2010 года ён казаў, што скончыцца дэмакратыя, разгул дэмакратыі, разбярэмся. Але ён не казаў пра тое, што будуць страляць. Ён не казаў, не прыводзіў там паралелі з Андыжанам і гэтак далей. Зараз ён прагаворваецца, і я спадзяюся толькі на розум беларускіх сілавікоў, якія павінны зразумець адну рэч. Якой бы не была Расія вялікай, але на гэты раз яна нікога не прыме. Менавіта таму, што ёй трэба будзе даказваць, што яна дэмакратычная краіна. У гэтым адрозненне нашай сітуацыі ад сітуацыі з апошнім украінскім майданам, які быў. Бо на майдане ўсё ж такі там справа ішла больш пра геапалітычны выбар Украіны. І было б незразумела, калі б Расія не падтрымлівала Януковіча і тых, хто страляў на карысць Януковіча. А зараз зусім іншая сітуацыя. Зараз няма выразна нацыяналістычных кандыдатаў. А асноўныя фаварыты, яны не змагаюцца за сімпатыі Расіі, але яны людзі, якія прытым і не кажуць, а вось сёння адразу мы падаем заяўку ў НАТО. І, мажліва, гэта таксама дае пэўны люфт Расіі, якая ведае. Вось 3 краіны у свеце, да, это Злучаныя Штаты, Кітай і Расія, з якімі ўсё роўна будуць дамаўляцца. Не яны мусяць дамаўляцца, а з імі. Ну, просто патэнцыял такі, да? Там не толькі пра вайсковы, там энерганосьбіты. Зараз далучаецца да гэтага тая ж самая Саудаўская Аравія, але ў сваім рэгіёне. І я думаю, што Расія ўжо зразумела, пасля тых памылак, якія яна нарабіла у сітуацыі з Украінай, яна ўжо зразумела, што прасцей дамовіцца з тым, хто прыйдзе, чым бараніць таго, хто сыдзе. Серьезно, вы думаете, Россия не будет падтрымліваць Александра Лукашенко? У гэтым выбарчым працэсе? Спадзяванне памірае апошнім, разумееце? Тут кажуць, што тыя, каго празывалі маладымі ваўкамі, былі цынікамі. Не, мажліва, мы былі апошнімі ідэалістамі. Вось, лічыце, што я ўжо самы апошні ідэаліст. Вось, але сваё права быць апошнім ідэалістам я адседзеў у амерыканцаў. Дзякую. А на гэтых выбарах ёсць нейкі кандыдат, якому вы найбольш сімпатызуеце? Ёсць. Хто гэта? Калі я пайду галасаваць, рамка у дзень галасавання з'явіцца на маёй аватарке у Facebook. Я пра гэта ўжо напісаў. Імя не назавеце. Давайте пачакаем рэгістрацыі. А вот які ваш прагноз на рэгістрацыю? Ой. У Лукашэнкі вельмі цяжкае становішча.
калі ён не рэгіструе бабарыку і цыпкалу, зразумела, што ямкі не будзе, а вось плошча можа адбыцца. Просто таму, што у людзей не будзе за каго, але будзе выразна супраць каго. Вось, я ехаў сюды на таксоўцы, і кіроўца таксоўкі мне проста лекцыю прачытаў пра тое, што ён не хадзіў у 2006, ён не хадзіў у 2010, а зараз ён пойдзе, бо вырашаецца лёс ягонай дачкі. Фактычна. Таму Лукашэнкі, конечно, карысна, каб яўка была. Хутчэй за ўсё ён зробіць, каб зарэгістраваць і цыпкалу, і бабарыку. Усе астатнія спойлеры будуць крытыкаваць гэтых двух, і перш за ўсё бабарыку. Бо бабарыка зараз найбольш небяспечна для Лукашэнкі. Дзякуй вялікі. Александр Федута, палітычны аналітык, член каманды Уладзіміра Некляева ў 2010 годзе, і супраць яго таксама былі прымененыя рэпрэсіі ў 2010 годзе. Ён некалькі месяцаў правёў амерыканцы. Таксама цікавы факт, Александр Федута быў членам каманды Лукашэнкі на першых прэзідэнцкіх выбарах і пасля. І ён таксама аўтар палітычнай біяграфіі Александра Лукашэнкі. Мы вяртаемся да вас. У вас гісторыя пра тое, што вы працавали у России. Да. Дело в том, что хотел рассказать, пускай это не только будет известно мне, но и большому кругу в городе Минске. Я в живом эфире, так вы ведаете? Да. Я работал, как-то было, в Москве, пришлось мне уехать, потому что здесь я не мог свести концы с концами. Маленькие дети, сами, понимаете. И когда, я белорус, все это, вот мой паспорт, и когда я приехал в Москву, мне просто понравился, на кошелек, орнамент Российской Федерации. Я его купил. Приезжая в Беларусь, как-то спустя время я был остановлен сотрудниками милиции за неправильный переход, в неположенном месте. Когда они попросили у меня паспорт, я им показал паспорт. Он мне говорит: ты что, русский? Я говорю: нет, предпочтение отдаю им. Он вынял ножик, мне и отковырял герб, кинул мне и говорит, что, ты еще поплачешь за это. Мне просто стало обидно. У меня дед воевал, у меня второй дед воевал. Один, погиб под Кенигсбергом, он тоже был русский. И почему это они нам не враги, абсолютно. Все братья, Украина, Россия, Белоруссия, мы все абсолютно братья. У нас очень много общего. А здесь получается какой-то национализм. Нациков воспитывают. Послушал, что говорили БРСМ. Мне стало страшно. А что БРСМ такого сказал, что вам... Они к вашему радио «Свобода» очень плохо отнеслись. У них были пытания так. Да, они все пытались вас отжать от толпы, выпроводить. Поэтому... А вы за кого подписываетесь, скажите? Я подписался на Бабарыка. Чему за его? Я не знаю. Все-таки что-то новое. Я не знаю, что будет, но хуже не будет. И люди пускай не боятся, хуже не будет. Так как живем хуже сейчас мы. Все, спасибо. Працу знайшли вы тут у Беларуси? Более-менее, да. Хотелось бы зарплату чуть выше, но я понимаю, что пока старая власть, здесь ни зарплат, ничего не будет. Здесь буду залазить аккуратно в ваш карман и выгребать все деньги. Будь это штрафы, будь это налоги, будь это что. Здесь, таково особо, жизнь не для человека, здесь жизнь для них. Вот и все. Дякую вялікі. Такую гісторыю распавёў чалавек. Калі ласка, слухаем вас. Прывітанне Александра, прывітанне Радыё Свобода. Я как свободный человек, можно я по-русски буду говорить, как свободный человек не могу не прийти сюда, не сказать в микрофон свободы, не поделиться своими соображениями. Потому что внутренне мы все свободные люди на этой земле.
Я хотел бы сказать вот что. То, что мы знаем сегодня под брендом «Режим Лукашенко», это патология Беларуси на самом деле на сегодняшний день. Это одна из форм извечной борьбы между добром и злом, между светлыми и темными людьми. Посмотрите разительную разницу. Сюда приходят и говорят светлые люди, светлые мужчины и женщины со светлыми мыслями, которые хотят просто-напросто порядка какой-то правды, честности. И посмотрите посмотрите противоположную сторону. Два выживших из ума старика, один из которых престарелый артист, который постоянно врет, постоянно угрожает. Шмат людей падтрымлівае Александра Лукашенко, подписываются за яго. Вот тут мы сустрэлі людей, якія подписываются. Неправда. Дело в том, что действительно есть огромный пласт пассивного населения, быдло населения, как я это называю, которых действительно превратили в скот на самом деле. Это неосознанные люди, это мужчины, которые ругаются матом, это подростки, которые уже в 7 лет начинают ругаться матом. Вот. Это целенаправленно делается, на самом деле это целенаправленно делается. Вот. Это страшные эксперименты над людьми. Я думаю, что с помощью Лукашенко определенные круги, я так полагаю, что в России, специально делают вот такие эксперименты над обществом. Вот. А вы уже вызначиліся, які прэтэндэнты вам найбольш падабаецца? С кем вы связываете спадзевы на перамен? С кем? Ну, подобается Бабарыка. Вось. Он такой, наверное, более такой мне близкий. Разумный человек, разумно рассуждает. Вот. А чему вокруг его криминальные справы заведены теперь? Так вы же видите, что это абсолютно заказное. Вот. И вы видите, что это специально делается. То есть у нас на глазах неимоверно нагло производятся вот такие вещи. И я не думаю, что они абсолютно не осознают, что они делают. Они осознают, что они делают. Вот. Но у них столько наглости, что они думают, что это им все сойдет с рук. Вот. Но я склоняюсь к мысли, что, как сказал сегодня дедушка в голубой маске с картонками, у Беларуси свой путь. Вот. Я хотел бы призвать людей Беларуси, самых осознанных, которые понимают, что творится, не идти ни на какую площадь. Вот. Запомните, эти люди настроены решительно, и у них хватит мозгов, хватит наглости, чтобы действительно стрелять. Вот. Как он кричит: буду стрелять, 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 буду стрелять, стрелять. А який ваш вариант? Я считаю, что совсем недавно, буквально неделю назад, этот человек с огромным удовольствием напялил на себя мундир гауляйтера Кубе. Вот, я повторяю, он напялил на себя мундир гауляйтера Кубе. И пускай носит, пока носится, пока он не одумается. Но я призываю его одуматься. И все-таки Беларусь заслуживает другого пути. Не пути маразматиков, не пути коварных стариков, которые собираются убирать свой народ и говорят какие-то непонятные цифры, заранее заготовленные. Я не знаю, что платят этой женщине, вся суть которой сводится раз в 5 лет озвучить какие-то цифры непонятные. Это страшно, конечно, на самом деле. И я считаю, что все-таки будущее Беларуси за разумом. Вы посмотрите, сюда приходят разумные люди, разумно рассуждающие люди. Вот. Я считаю... Дякую вялікі. От ми якраз хочемо... Дякую вялікі вам за меркаванне. Мы на камароўскім рынку. Тут нядзеля, відаць, гэта апошняя нядзеля, калі збіраюць подпісы за розных прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Разам з палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Віталём Цыганковым. Ну, трохі пройдземся, паглядзім, што тут яшчэ ёсць, і падвядзем вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі ўжо праз некалькі дзён. І цяпер ужо ініцыятыўныя групы здаюць подпісы.
Я нагадаю, што паводле выбарчага заканадаўства трэба сабраць не менш за 100 000 подпісаў, але сёлета людзі упершыню, напэўна, дэманструюць проста рэкорды. Вот група Віктара Бабарыкі кажа, што пад 400 000 подпісаў сабрала. Сапкала таксама кажа, што сабраў вельмі шмат. Гэта пра што сведчыць у гэтая выбарчая кампанія, вот этой незвычайнай лічбы і чэргі, якія ёсць. Віталій, як ты думаеш? Ну, нездарма ўжо назвалі там журналісты, ці самі людзі Бабарыку кандыдатам надзеі. І менавіта тое, што вы казалі, вялікая колькасць сабраных подпісаў сведчыць пра тое, што людзі адчулі надзею. Яшчэ на мінулых выбарах, напрыклад, мала хто верыў, я маю на ўвазе 15-м годзе, што нешта можа адбыцца. Нават яшчэ восенню, зімой на гэтых выбарах мала хто верыў, што нешта можа адбыцца цяпер. Не будзем ацэньваць чаму, пра гэта шмат казалі в нашых перадачах, але сапраўды людзі адчулі надзею, многія людзі упершыню сталі цікавіцца палітыкай, мы бачым это на ўсіх узроўнях, мы бачым колькасць каментароў, мы бачым колькасць праглядаў вот гэтых палітычных эфіраў, палітычных артыкулаў у СМІ, і многія людзі сапраўды думаюць, што вот на гэтых выбарах нешта можа адбыцца, ўлада можа змяніцца. І мы бачым, ну, то, што ўжо зараз стала людзей менш на Камароўцы, гэта даволі нармальна, спакойна можна патлумачыць. Во-перше, збор подпісаў ідзе даўно, многія ўжо паставілі. Вот, напрыклад, Бабарыка вельмі разнастайны вядзе збор подпісаў. У мяне, напрыклад, в пад'ездзе дома збіралі, не трэба было нікуды хадзіць, так што не трэба арыентавацца толькі на тое, што адбываецца на вуліцах. Яны ведуць працу і вот такі в калектывах, в пад'ездах дамоў. Ну, а за Святлану Ціхановскую якраз был выбух першыя тыдні збора подпісаў, калі людзі прыходзілі ў знак пратэсту супраць арышту Сергея Ціхановскага, і значная частка іх першых гэтай тыдні якраз показала свой пратэст, ну, тым больш значная частка людзей просто уже падпісаліся. Відавочна, што гэта, ну, калі сабраць іх кандыдатаў, там не менш мільёна, можа быць, беларусы, яны падпісаліся найбольш актыўныя, найбольш тыя, якія ўцягнутыя ў палітыку, які рашаюць, што трэба нешта зрабіць. Так што вот сённяшні штыль, ён ужо дастаткова апраўданы і абгрунтаваны. Але Александр Лукашенко сказаў пра 1,5 мільёны сабраных подпісаў. Ці кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Мікалай Орда сказаў, што сабраў такую колькасць подпісаў. І да нас вот падыходзіў чалавек, які казаў, што ягоны сын на МАЗе працуе, і ўсё адно падпісаўся, хоць не падтрымлівае, але падпісаўся за Александра Лукашенко. Мы бачым гэтых людзей, якія гавораць пра сваю пазіцыю, але ёсць маўклівая большасць. Іх таксама мільёны, якая сваю пазіцыю не праяўляе, але вот гэтым пастаўленым подпісам яна падтрымлівае дзеючую ўладу. Як гэты баланс сілаў будзе размеркаваны? Пытанне, па-першае, што да фразы «маўклівая большасць» уже можна ставіцца крытычна. Ці яна большасць гэта маўклівая. Тым больш, ці большасць такая, якая за ўладу, гэта ўжо таксама якраз многія ўпэўнены, што гэтых людзей далёка не большасць. Другое пытанне, што яны падпісваюцца на працы за, так скажем, збор подпісаў за Лукашенко, а потым прыходзяць сюды, падпісваюцца за альтэрнатыўных. Гэта таксама кажа пра беларускую рэальнасць і пра тое, што людзі баяцца, хаця нават, можа быць, пад гэтымі страхамі не заўсёды ёсць нейкія абгрунтаваныя рэальнасць, але баяцца страціць працу, баяцца нейкіх недахопаў. Памятаеце, як Лукашенко яшчэ в 94-м годзе, калі прэм'ер-міністрам быў Кебіч, а Лукашенко быў альтэрнатыўным кандыдатам, і Кебіч таксама включал адміністрацыйны ресурс. І Лукашенко гаварыў, ну, Кебіч прывазіл там нейкія калектывы, вёскі, там нейкія прадукты, тады дефіцытныя, альбо прадукты танней, там тую ж самую бульбу. І Лукашенко сказал, купляйте бульбу, але галасуйте, як хочаце. Так, напэўна, гэты людзі, якія падпісваюцца за Лукашенко, думаюць, я падпішусь, каб не было непрыемнасцяў на працы, а потым прагаласую, а можа нават выйду на мітынг супраць яго. Ну, вот такая вот беларуская рэальнасць у нас. У мяне яшчэ одно пытанне. Абсалютна не новая тактыка беларускіх уладаў у дачыненні да сваіх апанентаў. То вы згадвалі ўжо Тамару Віннікаву, старшыню Нацбанка, супраць якой таксама была крымінальная справа, якая ў выніку мусіла збегчы з краіны. Чыгір таксама меў крымінальную справу, які заявіў пра свае амбіцыі палітычныя супрацьстаяць Александру Лукашенку. Можам згадаць Александра Казуліна ў 2006 годзе, 6 прэтэндэнтаў, кандыдатаў прэзідэнта ў 2010, якія трапілі ў турму.
пасля таго, як заявілі пра тое, што яны будуць супраць Александра Лукашэнкі. Сёлета тое самае паўтараецца. То бок улада дзейнічае гэтаксама, але ці ў беларускай грамадскасці за гэты час з'явілася нейкая новая рэакцыя на гэтыя дзеянні? Ну, па-першае, беларускае грамадства ў значнай ступені адвыкла ад такіх дзеянняў. 10-й год быў, сама выбарчая кампанія даволі такая ліберальная, а потым проста ўсіх пахапалі 19 снежня і пасадзілі. Пасля этого была замарозка, але з 15-го года пачалась так званая лібералізацыя, калі вызвалілі палітвязняў, і пакаленні мяняюцца даволі хутка. Старыя палітычныя байцы памятаюць пра ўсё это, але новыя людзі, маладыя, можа быць, і не памятаюць, што ў Беларусі былі такія рэпрэсіі. А тым больш Бабарыкаў, он в дыскусіі з вами гаварыў, што рэпрэсій няма, ён іх не верыць. Да. Быў такі факт. Да, быў такі момант на прэс-канферэнцыі. Ну, его свае палітычныя намеры. Але пра тое, што сапраўды гэта тактыка не арыгінальная для Лукашэнкі, гэта не новая, проста адметнасць тым, што на гэтых выбарах ён пачаў вельмі рана гэтую тактыку. То бок ён паказаў, што ён ужо, ну, скажем, асцерагаецца, ці можа нават ужываць слова баіцца, непакоіцца, і пачаў ўсё гэта рабіць там не за некалькі дзён да выбараў, а на вельмі ранняй стадыі, паказваючы тым, што ён успрымае гэтых патэнцыйных кандыдатаў вельмі сур'ёз, што ён успрымае іх як пагрозу. І, ну, нават ён не думае, што людзі будуць смяяцца з таго, што вось быў нармальны банк, быў банкір, не было ніякіх прэтэнзій, там сотні праверак каждый год, а тут банкір пайшоў палітыку, адразу раптам знайшліся нейкія парушэнні, знайшлася крымінальная справа. Ясна, што людзі да ўсяго это ставяцца вельмі крытычна, ну, але, здаецца, яго это не хвалюе, сапраўды, даволі многія палітычныя яго конкуренты якраз траплялі на такія справы, нібыта крымінальныя, розныя эканамічныя парушэнні. Наколькі гэта будзе мець уплыў на электаральныя, скажем, падыходы людзей, ну, цяжка сказаць, значная частка, конечно, не поверыць. Але вот наколькі гэта даволі, ну, скажем, палітычна неадукаваная частка беларусаў, якая, можа быць, і не так уж захоплена менавіта банкаўскай сістэмай і банкірамі, як сказаў Лукашенко, толстымі буржуямі, можа быць, гэта і падумаюць, што, ну, не можа быць, каб банкір што-небудзь не рабіў. Так што гэтая тактыка, яна, ну, запалохвання, тактыка такого тэрору маральнага і псіхалагічнага, і тым ліку сілавога, яна, ну, на думку Лукашенко, можа прынесці нейкія дывідэнды. Але пытанне ў тым, сапраўды, як грамадства рэагуе, в тым сэнсе, што наколькі у людзей апусцяцца рукі, ці наадварот, людзі будуць успрымаць это як заклік да больш актыўнай барацьбы. Прагноз на рэгістрацыю будзем даваць? Можна даць. Я лічу, што многіх зарэгіструюць так званых, ну, яны не пакруюцца, калі назовем іх спойлераў. Вось, і Дмітрыева, і Канапацкую, якой там стаіць пікет, я не бачу ні аднаго чалавека, хто падышоў. Вось, і хутчэй за ўсё гэта гаспадарню Кісель, ввогуле загадку этой выбарчай кампаніі. Але, напэўна, зарэгіструюць і рэальных кандыдатаў, паколькі, ну, вот, не рэгістраваць на дадзены момант і Бабарыку, і Цыпкалаў для Лукашенко гэта было б, ну, прызнанне сапраўды сваёй полнай такой паразы, прызнанне того, што ён выбары заканчивае нават яшчэ не пачаўшыся, прызнанне того, што ён баіцца сваіх канкурентаў. Так што калі, ну і плюс, конечно, ёсць такая пагроза, што калі зарэгіструе, то будзе па нарастаючай ісці супраціўленне яму. Ну, але ён, напэўна, вырашыць, што все гэтыя вот метады сілавыя, яны все-таки пераломяць нейкія настроі. Па гэтаму прагноз, да, што ўсіх зарэгіструюць. Дзякуй вялікі. Палітычны аналітык Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. А мы на Камароўскай плошчы вялі шматгадзінны стрым. Тут адбываюцца пікеты дагэтуль па зборы подпісаў за прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Апошнія дні ініцыятыўныя групы збіраюць подпісы. Некалькі ініцыятыўных груп ужо заявілі пра тое, што сабралі проста сотні тысяч подпісаў. Напрыклад, група Віктара Бабарыкі больш за 300 тысяч. Таксама Валер Цыпкала заявіў, што шмат тысяч подпісаў сабраў. І гэтыя подпісы ўжо адпраўляюцца ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Мы сочым за ўсім, сочым разам з вами і дзеля вас. Дзякуй вялікі, што вы глядзіце нашыя стрымы, што вы чытаеце нашы артыкулы, глядзіце нашы відэа, сюжэты. Калі ласка, падпісвайцеся на каналы Радыё Свабода. Гэтае лета будзе гарачым, гэтае лета будзе выбарчым, і ўсе самыя цікавыя падзеі будуць на Радыё Свабода. Заставайцеся з свабодай.